Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Пожалуйста, дайте обратную связь, видно ли, слышно ли. Да, можно 2 плюсика, если видна Замечательно. заставка, и если нас слышно и видно. Спасибо, коллеги, за обратную связь. Рады вас приветствовать после наших каникул. В новом учебном В новом году. учебном году. В новом году, В да. новом году со всеми прошедшими праздниками, новыми годами, старыми годами, Рождеством. И надеемся на нашу плодотворную работу в новом 2021 году. Уже наша окружающая обстановка нас вынуждает к тому, чтобы мы снова начали с вами использовать дистанционные образовательные технологии. У многих уже активированные дни были, да, в которые мы с вами используем как раз возможности дистанционных образовательных технологий для того, чтобы наш образовательный процесс не останавливался и чтобы мы с вами активно работали. Начнем наш вебинар, наш онлайн-семинар, посвященный рассмотрению опыта образовательных организаций Республики Коми по организации осуществления обучения с применением дистанционных образовательных технологий, с того, что рассмотрим нашу региональную систему методической поддержки образовательных организаций в процессе обучения с применением дистанционных технологий. Буквально в прошлом году мы разработали методические рекомендации для образовательных организаций и для всех участников образовательного процесса по использованию дистанционных образовательных технологий. И хотелось бы еще раз напомнить о том, как мы с вами создаем систему условий для сопровождения образовательных организаций по использованию дистанционных образовательных технологий. Мы в институте разработали 3 группы условий. Это условия организационные, включающие разработку нормативных документов, регламентацию деятельности, мониторинг и взаимодействие. Вторая группа условий – это условия методические, которые касаются методического сопровождения, проведения обучающих мероприятий, разработки методических рекомендаций и осуществления обязательно с вами обратной связи. И третья группа условий – это условия информационные. Мы разработали раздел на нашем сайте института, мы проводим информационные сессии, осуществляем информационные рассылки и также через группу в социальной сети ВКонтакте мы эту деятельность осуществляем. Наш раздел на сайте института, посвященный информационно-методической поддержке, напоминаем еще раз, ссылочка, баннер на главной странице с переходом. И здесь мы с вами видим, что размещены различные рекомендации федерального уровня, республиканские методические рекомендации, алгоритмы для участников образовательных отношений, ссылки на федеральные платформы, сервисы и ресурсы, на наши региональные платформы, сервисы и ресурсы, и ссылки, которые позволяют организовать обучение и досуг. Мы разработали и провели серию вебинаров, которые посвящены были общим вопросам организации дистанционного обучения, дистанционному обучению по различным предметам, обзор платформ, ресурсов и сервисов для организации дистанционного обучения, подготовка государственной итоговой аттестации, в ходе которых с нами работали эксперты в сфере образования, федеральные эксперты, наши региональные эксперты. Большое спасибо мы говорим опорным школам, которые и сегодня тоже будут с нами работать. И, конечно, это республиканские методические объединения. Наши семинары посетило более 7 тысяч участников. Все семинары и вебинары размещены в разделе методической поддержки. Кроме того, через видеозал вы тоже можете в любое время к ним обратиться, просмотреть. И как раз вот в нынешних условиях активированных дней еще раз вернуться к ним и проработать те технологии, которые мы с вами можем использовать, поскольку всю тематику мы формировали именно на основе ваших запросов. Еще раз напоминаем, алгоритм действий администрации образовательной организации. Если какие-то шаги вы еще не осуществили, то обязательно необходимо будет это сделать. Сформировать технологическую инфраструктуру, обеспечить нормативное сопровождение дистанционного обучения и так далее. Напоминаем, что мы с вами можем реализовать 3 основных модели организации дистанционного обучения. Если у нас есть стабильная скорость интернета, в наличии все необходимые технические устройства, мы с вами можем использовать готовые платформенные решения, которые работают в режиме онлайн. Это РЭШ, это Учи.ру, Я-класс и другие. Мы можем проводить онлайн-уроки с помощью различных инструментов для проведения вебинаров. Можем использовать ваши собственные разработки в виде видеоуроков, онлайн-тестов и так далее в режиме онлайн. Проверка заданий также может осуществляться вами в режиме онлайн, и обратная связь также в режиме онлайн. Да? Но это вот такой идеальный вариант, который, конечно, есть не у всех. Если в ваших организациях
недостаточно высокая скорость интернета, но при этом есть необходимые технические устройства, то мы рекомендуем использовать вторую модель. Здесь, кроме онлайн-уроков, можно использовать еще и дистанционные уроки, либо записи уроков на телевидении. Можно также использовать электронные учебники, учебники рабочие, тетради. И в качестве проверки можно использовать задания на платформах, но здесь уже в режиме онлайн трудно будет это осуществить, да, поэтому в режиме офлайн все это будет осуществляться. Ну и третья модель, третий вариант, когда у нас с вами вообще нет интернета, но в наличии есть телефон. Здесь мы пользуемся в основном теми ресурсами, которые на материальных носителях. Да, мы можем использовать учебники, учебные пособия, рабочие тетради, инструктивные материалы, кейсы, тесты в бумажном формате. Можем размещать для ребят ссылки на документы, учебники, рабочие тетради и так далее. И обратная связь, конечно, тут будет осуществляться, скорее всего, по телефону, либо посредством СМС-сообщений. Также мы разработали алгоритмы действий для учителя-предметника по разработке и проведению онлайн-уроков. Есть общие рекомендации для разработки онлайн-уроков, модель структуры дистанционного урока и требования к домашней работе. Все это в наших методических рекомендациях, алгоритмы действий. А также там можно найти алгоритмы действий для классного руководителя, алгоритмы действий для родителей и алгоритмы действий для обучающихся. Таким образом, рекомендую вам еще раз посетить наш раздел по методической поддержке на сайте института. И если вы еще не работали с нашими методическими рекомендациями, то вы можете их там в любой момент скачать и направить всем участникам образовательного процесса, если это необходимо. Уважаемые коллеги, хотим еще напомнить о том, что в конце декабря, 29 декабря, был подписан приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми номер 805 об организации работы по упорядочению использования обучающимися устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях Республики Коми. Уважаемые коллеги, дайте, пожалуйста, в чате обратную связь. Видели ли вы этот приказ, знакомы ли вы с этим приказом? Приказ номер 805 от 29 декабря 2020 года об организации работы по упорядочению использования устройств мобильной связи. Да, так, хорошо, да, коллеги, с приказом многие знакомы. Замечательно. С методическими рекомендациями, на которые этот приказ ссылается, тоже, наверное, в общем виде ознакомились. И у нас есть поручение от Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми по поводу проведения серии методических мероприятий по реализации этого приказа, по реализации этих методических рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, которая разработала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в августе 2019 года и согласована с Министерством просвещения. Так что, коллеги, предваряем, да, нашу дальнейшую работу. В ближайшее время мы проведем вебинар по организации работы с использованием этих методических рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях. Так, ну, коллеги, вот вступительное слово на этом мы завершаем, и дальше мы продолжаем нашу работу по представлению опыта образовательных организаций. Я передаю слово Вячеславу Алексеевичу. Пожалуйста, Вячеслав Алексеевич. Спасибо, Марина Анатольевна. Я напомню, что вступительное слово было Габовой Марины Анатольевны, проректора по научно-методической работе нашего института. И она познакомилась с теми рекомендациями, которые есть на нашем сайте и которые можно использовать в работе. В конце нашего мероприятия мы откроем доступ к тем всем презентациям, которые сейчас загрузили наши спикеры, и вы сможете их все скачать, кому нужны они будут в работе. Продолжаем работу нашего семинара. Семинар наш называется «Опыт образовательных организаций Республики Коми по организации и осуществлению обучения с применением дистанционных образовательных технологий». И я сейчас хочу передать слово школе номер 23 города Воркуты Кудряшовой Татьяне Валерьевне, заместителю директора по научно-методической работе. Это применение технологий смешанного обучения в образовательном процессе, модель ротации станций. Татьяна Валерьевна, пожалуйста, включайтесь.
Добрый день, коллеги. Добрый день, Татьяна Валерьевна. Скажите, пожалуйста, мы вас напишите видим, в мы чате. вас слышим, рады приветствовать. Так, вам остается всё, найти тогда свою замечательно. презентацию. Да, я ее И уже запустить. сейчас. Мгм. Да, все видно. У нас все видно. Мгм. Коллеги, у Так, нас все всё. видно и слышно. Можно плюсики поставить, слышно ли видно Ну, у вас. У кого не видно или не слышно, ну не слышно, так вы меня и не услышите. Попробуйте обновить браузер Ctrl F5, либо вообще поменять браузер. То есть у нас все работает, в Воркуте все работает, поэтому у вас тоже должно работать. И, возможно, какие-то проблемы с интернетом или с браузером, это уже на вашей стороне. Общие рекомендации – это обновить или поменять браузер. Еще один вариант – это выйти из вебинара и еще раз зайти в него. Да, пожалуйста, Татьяна Валерьевна, вам слово. Спасибо. Школа 23 города Воркуты приветствует всех участников сегодняшнего семинара. Ну и с моим коллегой Сергеем Александровичем мы сегодня представим опыт применения технологий смешанного обучения в образовательном процессе. Дистанционное обучение в марте прошлого года внезапно стало реальностью нашей жизни. Мы все оказались в уникальной такой ситуации самоизоляции и дистанцирования. Ну и скажем откровенно, что многие из нас в полной мере, наверное, не были готовы к возникшей ситуации. Мы, учителя, приложили, наверное, колоссальные усилия для того, чтобы не прерывать этот образовательный процесс, для того, чтобы у учащихся появилась возможность продолжить получение образования. И все сели за компьютеры, как я вот помню сейчас, в поисках оптимального ресурса, оптимальной платформы. Ну и, наверное, плюс все-таки вот того длительного периода самоизоляции в том, плюс все-таки есть, да, что мы приобрели вот этот опыт организации онлайн-обучения, которое реализуем и сегодня в образовательном процессе наряду с очным обучением. Ну и мы знаем, что федеральный государственный образовательный стандарт предполагает системно-деятельностный подход, когда на первое место выходит ученик, который сам изучает материал, сам познает, сам анализирует, а роль учителя – это только помочь ученику, сопроводить его на этом пути. И вот технология смешанного обучения, о которой сегодня, наверное, много говорят, и которую сегодня, наверное, внедряют многие педагоги, позволяет вовлекать ученика в активную самостоятельную деятельность, как раз позволяет реализовать вот этот федеральный государственный образовательный стандарт. В нашей школе имеется небольшой, сразу говорю, опыт применения данной технологии. Но если в целом уже известно, смешанное обучение – это совмещение онлайн-обучения и очного обучения. Причем смешанное обучение предполагает элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения. Это, опять же, требования федерального государственного образовательного стандарта. Реализация данной технологии предполагает применение комплекса организационных мер, сочетающих групповую, индивидуальную, реальную и виртуальную работу обучающихся. Уже исходя из опыта, мы убедились в том, что действительно смешанное обучение позволяет повысить мотивацию к обучению. Ну и данное обучение, оно расширяет возможности учащихся. При этом ученики должны себе отдавать отчет в том, что непременно будет проведена практическая отработка полученных самостоятельных знаний и обязательно контроль. И в данной ситуации учитель выступает одновременно и организатором деятельности в реальном режиме, и сетевым учителем. Ну, вообще, в технологии смешанного обучения существует несколько моделей. Ну, вот в нашей школе я буду представлять модель ротация станций, существует модель ротация лабораторий, гибкая модель, а мой коллега Сергей Александрович представит сегодня модель перевернутый класс.
Для проведения урока в модели ротации станций класс делится на 3 группы. Ну, причем поначалу я даже делила на 2 группы, но группы получались слишком многочисленные. Ну, вот 3 группы. Первая группа работает с учителем, вторая выполняет задания на станции онлайн-обучения, а третья группа создает коллективные проекты. Распределение по станциям происходит по уровню усвоения учащимися материала, успеваемости и по видам учебной деятельности. В течение урока группы эти перемещаются между станциями так, чтобы побывать на каждой станции. Работая с учителем, у ребят появляется возможность получить эффективную обратную связь. Каждая группа в зависимости от уровня усвоения материала получает более конкретно разобрать затруднительные моменты или же потренироваться в более сложных нестандартных заданиях. Ну, если вопросы какие-то остаются неразрешенные, с учителем все эти вопросы можно рассмотреть. Работая на онлайн-станции, ученик развивает навыки самостоятельной деятельности, в полной мере ощущая личную ответственность за свои действия. Ну, как правило, на данной станции я предлагаю учащимся просматривать тематические видеофрагменты, и чаще всего я здесь использую ресурс «Российская электронная школа», ну и в частности мои педагоги тоже достаточно часто обращаются именно к этой платформе. Работа с аудиоматериалами, я использую в основном аудиоматериалы на уроках литературы, ну и выполнение различных упражнений. На станции проектной деятельности мы стараемся применить полученные знания и навыки в практических ситуациях. Проекты помогают развивать коммуникативные компетенции и получать обратную связь от одноклассников. На данной станции я использую, ну и мои коллеги преимущественно используют практикоориентированные задания. Например, на уроках русского языка это создание лингвистического словарика или размещение рекламного объявления в газете, написание аннотации к какому-нибудь фильму или книге. В этот момент учащиеся учатся быть одной командой, адекватно оценивают свои возможности, слышат друг друга и идут к единой цели. Опять же, это все требования федерального государственного образовательного стандарта. Если, ну вот я здесь привела пример одного урока, построенного в данной модели по теме сложно сочиненные предложения. Хочу отметить, что данную технологию я пока применяю в большей степени в старших классах, ну, потому что они более организованы, у них сформирована ИКТ-компетентность, поэтому вот данная модель не так часто, конечно, я ее использую, скажу честно, потому что там и большая подготовительная работа нужна, но вот в большей степени в старших классах. Если посмотреть на слайд, то мы видим, что я организую рабочее пространство, проводя вот этот урок по теме «Сложно сочиненное предложение» следующим образом. На станции онлайн-работы, на станции, онлайн обучения ребята просматривают видеолекцию на портале «Российская электронная школа» как раз по данной теме и выполняют тренировочные задания. В зоне работы с учителем учащиеся выполняют синтаксический и пунктуационный анализ предложений, но у них есть возможность задать вопросы, если возникают какие-то проблемы. Ну и в зоне проектной работы предлагаю учащимся написать рецензию по, тут у меня не увеличила я, на литературное произведение. И при этом в этой рецензии обязательно учащиеся должны использовать сложно сочиненное предложение. Также недавно, допустим, я проводила внеурочное занятие, это уже у малышей, у пятиклассников, разработана мною такая тоже конспект урока. Ну, это не совсем, может быть, даже модель ротации станций, но игровой урок, где учащиеся проходит по станциям. Ну, также в конце проходит подведение итогов и рефлексия. Хочу отметить, что вот в данном случае слова антиподы на этом уроке, на этом внеурочном занятии, это не урок, повторюсь, учащиеся уже повторяли, закрепляли тот материал, который был изучен на уроках русского языка. Ну и на этапе мотивации я просто проговариваю, что сегодня им предстоит провести такое путешествие увлекательное, где они должны пройти 4 станции по определенному маршруту. Ну, далее обозначилась здесь вот эти станции,
Опять же, например, предлагаем поиграть в интерактивную игру, пройдя по ссылке. Дальше нужно будет, одна станция была проведена в библиотеке, где библиотекарь с ними уже работала непосредственно. Следующая станция, учащиеся должны были восстановить пословицы, опять же, могли воспользоваться словарем антонимов. Ну, следующая станция, опять же, выходили по ссылке, просматривали мультфильм и далее давали характеристику персонажам вот этого мультфильма. Ну и в конце, по прохождении всех станций, здесь уже все вместе, они по группам, опять же, составляли вот этот проект. У каждой группы был свой проект. Проекты эти также были представлены, но единственное, здесь не оценивались, оценки не выставлялись мной, потому что это внеурочное занятие, которое не предполагает выставление отметок. Но если бы это был урок, безусловно, в конце урока всегда подводятся итоги и выставляются отметки. И последняя рефлексия, учащиеся заполняли лист самооценки, который позволил мне в будущем учитывать те замечания, может быть, те ошибки, которые были допущены при планировании этого занятия и про проведение этого занятия, для того, чтобы в будущем избегать этих ошибок. Хочу отметить, что... Ой, извините, еще не все на самом деле. Хочу отметить, что данную образовательную технологию я в основном использую, конечно, на этапе закрепления пройденной темы, когда каждый обладает не только определенным уровнем освоения материала, но и перспективой дальнейшего развития. Тогда ребенку легче дается выбор своего персонального образовательного маршрута. Урок начинает приобретать личный смысл для каждого, что позволяет сформировать устойчивую мотивацию учащихся. Ну и внедряя данную модель ротация станции, я заметила преимущественно положительную реакцию ребят. Они говорят, что им стало интереснее работать, потому что они, наверное, переключились на знакомую и любимую им среду интернет-пространства. Ну, на этом я тогда завершу, потому что время у нас, к сожалению, ограничено. И дальше я передаю слово моему коллеге Сергею Александровичу, который представит опыт реализации технологий смешанного обучения уже в модели «Перевернутый класс». Татьяна Валерьевна, есть вопросы в чате. Вы видите чат? Да, я же... Да, посмотрите, пожалуйста, какую видеопрограмму вы используете для работы в зоне с учителем? Это первый вопрос. И каким образом происходит перемещение групп по станциям? Значит, на второй вопрос сначала, наверное, отмечу. Видите, поскольку у меня в основном я это опробирую пока на старших классах, там все очень, там можно реализовать все это в рамках одного кабинета. То есть просто ставлю, как обычно мы составляли группы, сдвигать я могу парты какие-то, 2-3 парты сдвинула, и уже рабочая зона готова. Но это может быть и какой-то соседний кабинет, если, допустим, свободный, или там библиотека где-то есть рядом, я могу отправить детей изучать материал, в другое место. Вот такое зонирование, небольшое, оно не мешает, они не такие шумные, как маленькие дети, поэтому, в принципе, в рамках одного кабинета реализовать данную технологию возможно. Ну и дальше для работы в зоне с учителем, какую видеопрограмму вы используете. Здесь я не могу сказать, что для работы с учителем видеопрограмму я не понимаю, что. Когда зона с учителем, это непосредственно в кабинете мы занимаемся, я для этого могу использовать. Во-первых, это просто учебник может быть, это может быть какой-то дидактический материал, который я приготовила для учащихся, это может быть какая-то презентация, просто это группа, где сижу я и сидят мои ученики. Отдельно какой-то программы я пока не использую. Да. Спасибо большое. Так, спасибо большое. И в продолжении темы выступает... Нет, мы говорим о смешанном обучении же. Мы сейчас говорили о смешанном обучении. Я дистанционное просто. Мы говорим... Я сейчас говорила о совмещении очного обучения с дистанционным, понимаете? Да, понятно. Сейчас, Наверное, люди тоже поняли. Да. Хорошо. Следующий у нас выступающий Смирнов Сергей Александрович, учитель истории школы номер 23. И тема его выступления – реализация технологий смешанного обучения через платформу CoreUp. Так, сейчас Сергей Александрович у нас подключится. Здравствуйте. Включит демонстрацию рабочего стола.
Да, мы вас видим. Добрый день, коллеги. Отлично, и слышим. Так, я чуть-чуть повыше, чем Татьяна Валерьевна. Нормально, все нормально. Так, я могу начинать, да? Да, конечно. Спасибо. Коллеги, я вам представлю мой опыт работы в технологии смешанного обучения по модели «Перевернутый класс» с использованием платформы для дистанционного обучения под названием Core App. И мне хотелось бы, если вас не затруднит, коллеги, плюсик поставить в чат, есть ли люди, которые уже работали с этой платформой. Вижу 2 человека, 3, 4. Замечательно. Ну, значит, есть люди, которые меня поддержат в моих восторгах от работы с данной платформой. Прежде всего, я хочу сразу сказать, что я не буду вам рассказывать, утомлять вас рассказом, что такое перевернутый класс, что это за модель. Коротко, если это модель, при которой часть учебной деятельности выносится домой с использованием дистанционных образовательных технологий. То есть ученик осваивает материал самостоятельно, то есть, в принципе, основная, так скажем, одна из основных целей перевернутого класса – научить учиться. И в основном в классе, в очной форме, мы с детьми просто-напросто отрабатываем практические задания, моделируем и так далее. Варианты реализации перевернутого класса бывают разные. Некоторые... А презентации не будет, господа. Немножко подождите, я демонстрацию рабочего стола включу. Некоторые учителя умудряются даже использовать технологию перевернутого класса в уроке, в рамках одного урока. Но нас это сегодня не интересует. Нас интересует именно перевернутый класс с использованием дистанционных образовательных технологий. И здесь я бы мог отметить, что, наверное, существует такой вариант реализации перевернутого класса, как полный переворот. То есть, когда практически весь образовательный процесс строится именно по варианту перевернутого класса, по модели перевернутого класса. Ну, вот здесь я могу сказать, что из личного опыта, Татьяна Валерьевна сказала, что у нас в школе опыт работы в технологии смешанного обучения не очень большой. Я лично в данной технологии работаю уже 4-й год. Просто в школе мы ее пытаемся сейчас внедрять как бы в полном объеме, но пока результатами пока поделиться не можем. И здесь я, наверное, опять же повторюсь, что большой толчок к использованию модели перевернутого класса, конечно же, был дан нам в марте. Мы получили все ускорения, стали искать образовательные технологии с применением дистанционных образовательных технологий, да, чтобы как-то выйти из положения. И здесь я могу сказать, что я, реализуя модель перевернутого класса, минуточку, рабочий стол включу. Реализуя модель, видно, я иногда буду поворачивать в сторону голову, потому что со второй машины буду отслеживать, работает ли у меня рабочий стол, трансляция идет ли. Итак, в принципе, в модели перевернутого класса я работаю уже 4-й год, и на персональном сайте я создал ресурс для реализации этой модели, данной модели. Ну вот вы видите тематический план, это 5-й класс история. К каждому уроку, на каждый урок я сделал страничку отдельную. Если зайдем на любую по выбору, мы с вами увидим, что ребенок здесь имеет возможность, но дат, терминов, персоналей к этому уроку нет. Имеет возможность ознакомиться с материалом. К каждому уроку размещена презентация, видео,
карты, документы, модули, аудио, таблицы, схемы, контрольно-измерительные материалы. Есть возможность спросить учителя, есть возможность провести самоанализ, и так к каждому уроку. Труд титанический, конечно. Я просто-напросто стал рабом собственного сайта, запустил с 5 по 8 класс данный ресурс, но я понял, когда вот как раз в марте, когда нам ускорение придали, какой я молодец. Потому что практически не задумываясь и не объясняя ребятам, что их ожидает, они уже работали в этом режиме, в принципе, и особых затруднений я здесь не испытывал. Но есть, конечно же, варианты такие, что, ну, действительно, эта работа очень объемная и не каждому под силу, она просто-напросто. Второй вариант возможный реализации модели перевернутого класса, ну, это, так скажем, частичный переворот, так скажем, сопровождение основного образовательного процесса, то есть использование перевернутого класса как, вернее, перед различными контрольными уроками, обобщающими, тренингами и так далее. То есть не на каждом уроке, а частично задействовать. Или, например, еще вариант использования перевернутого класса в подготовке, например, непредметных курсов. Или, например, подготовка к ВПР, к ЕГЭ, ОГЭ. То есть здесь вариантов реализации может быть множество. Это уж как вы организуетесь. Ну и теперь конкретно по платформе. Вот этот сайт много времени и сил отбирал у меня, и я задумался о том, как минимизировать эти временные затраты, и начал искать платформу, которая позволила бы мне реализовать данную модель с меньшими затратами. И я нашел платформу с названием вот как раз CoreApp. И эта платформа бесплатная, здесь платные только курсы. Регистрация 4-строчная, очень простая. Почему? Потому что кроме вас должны будут зарегистрироваться и ваши ученики на этой платформе для того, чтобы получить доступ к тем урокам, которые вы здесь будете разрабатывать. В принципе, это конструктор, который позволяет создавать уроки, циклы уроков. По сути дела, если вот кто-то видел и пробовал, например, мобильную электронную школу, то в принципе вот с небольшими отличиями, только в мобильной электронной школе у вас уже предустановлено все, а здесь вы можете проявить свою фантазию. Ну и если смотреть конкретно функционал этой платформы, здесь все очень легко и просто. Создаем урок. Для перевернутого класса нам уже дают шаблон. Выбираем шаблончик данный. Шаблон нам дают уже с пояснениями. Мы можем эти пояснения после удалить за ненадобностью. Здесь разработчики нам уже предоставляют модули готовые. Если вы хотите добавить что-то, свой какой-то модуль, то это сделать очень легко. Слева у нас есть фреймики, и отсюда можете добавлять. Например, текст. Элементарно перетаскиваем. И здесь можно ввести текст. Здесь можно ввести ссылочку на сторонний какой-то ресурс и так далее. Здесь можно загружать видео. Не обязательно с YouTube, можно с рабочего стола. Здесь можно загружать изображения, давать к ним пояснения. Здесь можно загружать тест. Тесты, правда, простенькие, с единичным выбором или с множественным, но тоже вариант самопроверки, потому что здесь можно задать функцию, когда ребенок даст ответ, то он увидит, правильный он дал ответ или нет. Обычно советуют здесь в перевернутом классе, в этой модели, материал делить на модули, для того, чтобы для ребенка это не было в тягость.
он может модуль один пройти в один день, другой модуль во второй день и так далее. Обычно формируют 3 модуля. 4-й модуль делают как рефлексивный. Когда вы все эти модули заполните, я повторяю, что вы можете их менять местами, вы можете доставлять фреймики. Если вниз посмотрим, левая часть, здесь увидите очень довольно широкий функционал. После того, как вы заполнили все модули, не пропало? Нет. Хорошо. Мы урок публикуем и сразу получаем ссылочку. Копируем ее и отправляем деткам. Ну, здесь варианты разные могут быть. Или в ГИСЭО, или, если есть персональный сайт, прикручиваем кнопочки на персональном сайте, или картиночки, или просто ссылочку вставляем. И что у нас увидит учащийся? Учащийся у нас увидит следующую картину. Здесь будет название, как вы назовете свой урок. И вот эти вот 4 модуля. Ребенок эти модули проходит, выполняет задания. В 4 классе, кстати говоря, без рефлексивного модуля ну никак нельзя. Рефлексия здесь обязательно. Вот, все они помечены у нас теперь как просмотренные. Но баллы у нас нулевые. Почему? Потому что мы с вами просто просмотрели, а на тесты не отвечали. Есть в данной платформе также и движок по анализу, аналитике. В принципе, довольно сносный и просматривается тоже очень легко. В правом меню, вхождение, кликаем. Вот видите, Сергей Смирнов, что я щелкал, те просмотрел модули, здесь мой результат уже появился. Также все дети здесь будут в этом списке, списочно. Мы можем выбрать разные представления разные варианты представления и так далее. Можем включить просмотр. Куда меня выкинуло? Демонстрация идет? Идет. Перейду в режим... вот еще, да, забыл сказать. Вы здесь можете переключаться из режима обучения в режим ученика. В принципе. То есть это для предпросмотра. Попытаюсь еще раз включить режим просмотра статистики. Вот. Здесь будет представлено в процентном отношении прохождения тестовых заданий. Их в этом шаблоне 11. Вы можете сделать разное количество этих тестовых заданий, как вам необходимо будет. Ну и еще один движочек здесь есть, замечательный. Это диалоговый режим. Диалоговый режим – это что-то наподобие чат-бота. То есть вы создаете структуру заданий, в которой ученик, попадая на первую страницу, выбирает вариант ответа, в зависимости от которого он попадает на следующую страницу, или же возвращается назад, или же попадает на 3-ю страницу. То есть в зависимости от того, какой он ответ дает, обустраивается его траектория действий. Довольно сносный такой движочек, им можно пользоваться, вариант для организации микрообучения, например. Еще урок мы опубликовали. Самый оптимальный вариант, конечно, наверное, располагать все-таки эту ссылку на сайте, на персональном сайте. Почему? Потому что персональный сайт сейчас он у нас, это в принципе, это как обложка для книги. Вы можете создать множество уроков, но они у вас будут разрозненные. Здесь можно их объединить в папочки, создать папку, ввести название.
действий. Создать папочку, его перетащить сюда, в эту папочку. Таким образом можно создать папки для всех классов. Он будет у вас в этой папке. Таким образом. Ну и вернусь сейчас в трансляцию. Так, Сергей Александрович, есть несколько вопросов. На планшете работает этот ресурс? Ресурс работает и на телефоне, и на планшете, на любой технике. Ага. Спасибо. Да, и в заключение я хочу еще сказать вам и предложить сотрудничество, а именно заходите на наш муниципальный виртуальный методический кабинет «Цифровая образовательная среда». Мы будем рады с вами посотрудничать, уважаемые коллеги. Еще есть ряд вопросов в чате. Например, нравится ли использование этой платформы вашим ученикам? Да, нравится, очень нравится. Почему? Потому что она очень простенько выглядит, очень доступно все. Там, то есть, ну, особых затруднений она никогда не вызывала. Я провел один инструктаж для 5 класса вот в прошлом году. Один инструктаж, и они сразу же поняли, как с ней работать. Ну, я еще раз повторяю, что если это все представлено вот на сайте, то есть я вот сейчас с этого сайта я переезжаю. Он сделан в старом конструкторе, а Google сейчас обновил конструктор, и я в течение 4 месяцев переношу его на новый Google конструктор, и вот где у меня тематический план, я вам показывал, сейчас еще раз продемонстрирую, к каждой теме, к каждому уроку я уже буду крепить не страницу гугловскую, а как раз вот прям. Значит, еще был вопрос или комментарий, или заметка, но это же не смешанное обучение, это получается, это получается дистанционное чисто обучение. Это как раз смешанное обучение. Почему? Потому что смешанное обучение у нас подразумевает как раз дистанционное обучение и обучение очное, то есть аудиторное. Дети у меня просматривают вот эти вот материалы, после приходят в класс и отрабатывают уже практику по этим материалам. Многие учителя беспокоились раньше за то, что не будут они у тебя там смотреть эти видео, выполнять тесты и так далее. Но впоследствии постепенно дети понимают, что если они не выполнят домашние работы вот эти, не посмотрят хотя бы видео, они придут нулевые, и практика у них не пойдет. То есть в практическом отношении они ничего сделать не смогут. Да, спасибо. Но есть еще ряд вопросов, что делать, если нет интернета. Коллеги, здесь уже вопрос совершенно другой. То есть в данном случае эти все ресурсы при условии, что у вас есть интернет, и при условии то, что если мы вернемся к первому выступающему нашей Марине Анатольевне, где она обрисовала 3 модели использования как раз вот возможностей дистанционного обучения, и когда нет интернета, это у нас 3-я модель. Поэтому вопрос, наверное, по наличию интернета не сюда уже. Мы рассматриваем 1-ю модель, где у нас есть интернет, есть все идеальные условия. Еще один вопрос задавала учительница начальных классов, она использует платформу Учи.ру. Вот я сейчас посмотрел эту платформу, и действительно урок что-то напоминает то, что есть на платформе Учи.ру. То есть модули примерно также одинаково, только может быть у Учи.ру больше визуализации, геймификации и вот этого прочего. Да. Здесь поэтому переходить ли на платформу на эту с Учи.ру, вопрос. Здесь надо делать все вручную и делать самому. Но если вы человек творческий, то вы, естественно, стремитесь к тому, чтобы пользоваться не чужим материалом, а собственный создавать, если вы созидатель. Да. Спасибо большое, Сергей Александрович, за вашу такую работу огромнейшую, конечно, с сайтом. Это вообще, это что-то. И параллельно я тоже приглашаю вас к сотрудничеству. У нас есть портал edu.rcomi.ru, который на котором размещен республиканская платформа Moodle. И для старшеклассников, возможно, какие-то элементы можно размещать на
этом ресурсе. То есть он открыт для всех учителей. В нашем виртуальном методическом кабинете есть ссылка на этот ресурс. Да, единственное, что вы должны там подать заявочку, что хотите, что готовы размещать материал и хотите создать какой-то курс. Кстати, по истории там практически все классы есть, посмотрите. Я могу вас подключить, если надо, в качестве учителя, и вы можете тоже своих учеников. Мы с Радиком Хамитовичем об этом говорили. Как раз у нас история, наверное, наиболее такая, ну, наиболее наполненная из всех остальных предметов. Да. Спасибо большое. Ну, Спасибо. а мы пойдем, будем двигаться дальше. И следующее у нас выступление – это город Инта. Селезнева Ольга Михайловна, заместитель директора по научно-методической работе гимназии номер 2 города Инты. Мы так географически будем с севера двигаться на юг, хотя, может быть, Усинск, я не знаю, севернее или нет, надо вспомнить географию. Ольга Михайловна, мы вас приглашаем. Опыт гимназии номер 2 города Инты по организации дистанционного обучения. Да, Ольга Михайловна, презентацию видно, вас видно, хотелось бы услышать. Так, что-то со звуком. Что-то со звуком. Коллеги, как у вас, слышно было или нет? Так, все равно что-то звук не работает. Так. Ну, сейчас подождем немножко еще. Так, Ольга Михайловна, говорят, что пишут, что слышно. Ага, кто-то... Да, какой-то... У меня тоже такой какой-то искаженный голос. Может, что-то с микрофоном? Нет, не слышно. Не слышно. Голос искажен. Ольга Михайловна, может быть, вы попробуете разобраться с микрофоном, а мы, значит, пойдем двигаться дальше? Нет. Нет, не слышно. Нет, не слышно. Не слышно. Не слышно. Анна Вадимовна, вы готовы выступить уже сейчас? Пока, да. Ольга Михайловна, мы тогда предоставляем слово следующему участнику. Это Анна Вадимовна Зайкова, которая расскажет о тех ресурсах и системах, которые используются в средней школе номер 3 города Усинска. Анна Вадимовна, пожалуйста, вам слово тогда, пока Инта попробует настроить свой микрофон. Да, Анна Вадимовна, мы вас видим. Здравствуйте, уважаемые коллеги, слышно меня? А теперь видим и видео. Да. Поставьте, если слышно. Да, вас слышно. Вячеслав Алексеевич, мы не попробовали вчера, презентацию, где мне найти, нажать, куда? Ну вот сейчас я запускаю ее, сейчас, секундочку. Вот она самая крайняя. О, все, запустилась. Вот. Здравствуйте еще раз. Уже по ходу семинара я вот сейчас вначале хочу немножко сказать. Ну, во-первых, вначале скажу, что меня зовут Зайкова Анна Вадимовна. Я учитель информатики МАУ СОЖ-3 города Усинска с углубленным изучением отдельных предметов УИО. Значит, я хочу представить презентацию, немножко видоизмененную. Эту презентацию, может быть, кто-то уже видел, но тогда я рассказывала про Discord, основной упор делал на Discord, а сейчас вот я хочу поделиться про инфоурок. Но не хочу забывать и про другие платформы.
Хочу сейчас вот определиться, то, что мы сейчас посмотрели, очень интересный ресурс, мне понравился для составления уроков. Ну и по ходу своего рассказа тогда я в платформы там немножко включу еще и скажу про, где тоже можно такие же уроки составлять. Дело в том, что давайте все-таки определимся. Онлайн и офлайн. Что же это такое? Вот онлайн, я считаю, это сейчас у нас, когда мы друг друга видим, мы разговариваем и в реальном времени, реальном режиме можем реагировать в чате или с микрофоном. А вот то, что дети делают, когда просто смотрят трэш, это все-таки офлайн. Когда вы записали урок, используя, например, ту же программу Bandicam, вы записали и в офлайне дети посмотрели, а потом среагировали. Поэтому я согласна, что это смешанное обучение, что когда они пришли, это. Поэтому давайте, я буду по ходу своего презентации говорить, вот это офлайн, а вот это онлайн. Итак, сейчас я тут разберусь, куда тут щелкать. Так, итак, платформы. Еще раз хочу повторить, что эти все платформы, третья школа, педагоги нашей школы опробовали, выстрадали. Дело в том, что школа является опорной площадкой по дистанционному обучению, и мы уже достаточно давно пробовали. Но единственное, что скажу, что, конечно, вот этот режим, в который мы попали весной, он просто подстегнул оставшихся педагогов быстренько начать спрашивать, расспрашивать тех, кто этим уже пользовался. И больше всего были не готовы не педагоги, а родители и дети. Дети были не готовы к такому обучению. Нужно было зарегистрировать это, и родители. Больше шок испытали родители и дети, нежели учителя. Вот я это хочу четко сказать. Итак, посмотрите платформы. Российская электронная школа, видеоуроки.нет, sdamgia.ru, Якласс, Учи.ру, Moodle и инфоурок.ру. Значит, российская электронная школа. Я плюсы и минусы. Про плюсы поменьше, про минусы скажу, потому что, как правило, плюсы-то мы хорошо знаем, а вот что не так, что как бы не устраивает, не совсем устраивает педагогов. Значит, посмотрите, электронная школа, там курс с 1 по 11 класс. Я сама познакомилась с этим ресурсом, когда про него рассказывала Ваулина Елена Юрисовна. Не знаю, года 3, наверное, назад. Очень был интересный вебинар, и я начала его активно использовать. До этого так смотрела на него сквозь пальцы. Ну, минусы. Там темы не всегда соответствуют использованному МК, который у вас есть по программе к вашей, не подходит. И видео долго загружается, тесты часто зависают. Про тесты и видео это жаловались непосредственно дети. Следующий ресурс – это видеоуроки. Вот видеоуроки.нет, они, кстати, очень напоминают сейчас то, что нам демонстрировал Сергей Алексеевич, по-моему, да, Смирнов. Там есть возможность и вот всех этих модулей составить уроки. Это просто очень процесс такой, очень трудоемкий. А учителей, особенно вот, например, сельских школ, которые дистанционное обучение для них, ну, вообще очень актуально, потому что что-то, какие-то вещи дети вообще не умеют. И учителей не хватает, у них очень большая нагрузка, и по нескольку предметов они ведут. Вот представьте, по одному предмету составить, а если вам нужно по 3 предметам, это очень тяжело. А здесь видеоуроки можно комбинировать, то есть можно что-то свое видоизменить, а что-то добавить. Но есть большое но. Ресурс платный. Я сама покупала видеоуроки, потом у меня скидка появилась, я платила за ресурс, то есть он платный. У нас учителя используют, потом дальше я там попозже скажу, кто и каким образом. Тесты по темам, которые вы делаете, вообще дистанционное обучение, хочу оговориться, обучение, мы приноровились к обучению, а больше проблемы вызывает ведь контроль знаний. Вот они прочитали, вот они там посмотрели видеоуроки,
кто там дома выполняет вместе с ними, как я детям говорю, я не знаю, делали ли вы сами или это делал дядя Петя за вас. Вот, контроль знаний, а потом, когда они приходят, и приходят наши ВПР, а дети не могут решать, потому что там дома делали они далеко не одни, а тут они на контрольной остаются 1 на 1 с этим заданием. Поэтому вот проблема контроля знаний, если будет еще семинар, Вячеслав Алексеевич, приглашайте, у меня есть еще по контролю знаний отдельная песня. Вот, сейчас как бы обучение. Вот видеоуроки, значит, здесь и контроль знаний они тоже предлагают, и тесты, вот дети приноровились. Готовые тесты, которые вы там берете, они в интернете размещены, ответы на них размещены, и дети прекрасно справляются на одни пятерки. А реальной пятерки за эти знания поставить невозможно. Еще раз повторю, когда они придут на ВПР или сдавать тоже ЕГЭ, большой вопрос, справятся ли они с этим же заданием, которое в тесте сделали на одни пятерки. Подготовить свой тест там несложно, но достаточно трудоемко во времени. Но как только вы делаете свой тест, вот видите, тут справа я разместила на этом свидетельство, тут же вам присылают свидетельство о том, что вы там разместили свой тест. Тесты можно разные там конструировать, и дети потом ваши тесты, они решают, сложнее им решать, не все пятерки. Следующий ресурс – это «Сдам я, решу ЕГЭ». Я думаю, все учителя, предметники, которые готовят детей к ЕГЭ или ОГЭ, они с этим ресурсом знакомы, безусловно, потому что очень хороший ресурс для подготовки, для наработки. Как я говорю детям, вы должны так нарешать эти задания, что как семечки, базовые задания, как семечки щелкать. И вот, чтобы как семечки начать щелкать, этот ресурс очень хорош. Но, опять же, для контроля знаний, опять достаточно, это задания все очень похожие, они по алгоритму совпадают, решение на задание есть. Для контроля знаний этот ресурс не подходит. Для обучения и наработки решений – да. Дальше объяснения тем здесь нет, зато я регистрировала здесь, вот слева вы можете на слайде увидеть, что я создавала свой курс здесь и подготавливала к ОГЭ. Как ни странно, очень подошел этот ресурс для слабых детей. Вот я их зарегистрировала прям сама на этом, и потом просто родителей просила контролировать, чтобы они туда заходили. И вот, как ни странно, для слабых детей задания, они какие они могут решать, они нарешались, и потом нет двоек зато. В ОГЭ вот нет двоек. Потому что вот этот ресурс, он очень хороший именно для этого. Я рекомендую коллегам регистрировать туда именно детей, которые, ну, плохо усваивают материал. Ну, минусы прочитали, я думаю. Минусы, еще раз повторюсь, тесты только по заданиям ЕГЭ, не по учебнику, разнообразия там маловато, и сложно там регистрировать вот свой курс, создавать достаточно сложно, даже мне было, учителю информатики, не говоря уж о предметниках, которые, ну, не связаны много с этой техникой. Следующий ресурс «Я-класс». «Я-класс» очень удобен тем, что интегрирован в GCL. Вы заходите прям в сетевой журнал наш GCL, и там прям «Я-класс» вы можете увидеть, легко достаточно регистрировать там детей. Начала я использовать этот ресурс в 2018 году, во время карантина, был карантин у нас, и вот я зарегистрировала свои классы и стала использовать этот ресурс. Ресурс был платный в то время, потом вот на время дистанционного обучения в апреле месяце он стал бесплатным. У нас его используют все учителя начальных классов, у нас есть учитель, который является координатором в школе начальных классов. Этот ресурс они начали использовать ранее, до того, как он стал бесплатным.
собирали подписи с родителей, это и родители вот согласились и заплатили. Там есть бесплатный ресурс, то есть могут и бесплатно пользоваться, но и платный. Бесплатный там чуть урезанная версия, а вот платный там есть задания повышенного уровня, так сказать. И очень неплохой ресурс, еще раз повторю, все, начальная школа вся у нас использует вот Я-класс, все без исключения классы. Вот. Ну, минусы, опять же, есть. Тесты не по всем темам, в частности, по информатике там очень мало всего. Мне пришлось создавать самой очень много. Потом я увидела своих собственных тестов, используемых учителями другими. Услуга, еще раз повторюсь, была платная. Ну, вот буквально мы очень тесно сотрудничаем с методистами Я-класса. Буквально вот на следующей неделе у нас будет вебинар в начале с начальной школой, они какие-то там эти новшества предлагают. В общем, мы очень тесно сотрудничаем с методистами, они поддерживают, все это техническая поддержка очень хорошо работает у них. Учи.ру. Третий год подряд у нас используют, преподаватель есть, который третий год подряд использует Учи.ру, используют все учителя начальных классов. В Учи.ру мы участвуем в проекте «Цифровая школа», учителя математики. В этом году 3 учителя у нас участвуют, хотя в прошлом году только 1. В этом году у нас уже мы подключили, я попросила подключиться, хотя еще нет, ну, русский язык, учитель русского языка по подготовке к ОГЭ. Вот у них там появился ресурс, я попросила учителя, который у нас продвинутый, Светлова Екатерина Михайловна, чтобы она опробовала это. Вот она уже начала пробовать, зарегистрировала класс, так что вот опробуем это. Опять же, тоже тесты не по всем темам, задания в тестах очень легко решаются, дети говорят вообще easy, нет заданий повышенного уровня, они есть, но они дальше 20, и это уже платная услуга. Система Moodle, о которой сегодня говорил Вячеслав Алексеевич, у нас была своя, сейчас у нас такой возможности нет, потому что у нас Ростелеком нам перекрыл, так сказать, кислород. Надо подключаться с КРИРО, дружить с КРИРО, наверное, мы это сделаем, но эта система все-таки для классов с 1 по 9, я считаю, сложновато, для 10-11 классов очень неплохо, там очень хороший ресурс для контроля знаний. Вот именно для контроля знаний это ресурс замечательный. Там можно по времени ограничить и так далее. В общем, очень много всяких разных возможностей. Но сама работа с ресурсом, я думаю, Вячеслав Алексеевич, надо еще один раз семинар проводить по обучению работы, потому что даже я, которая в нем работает, все равно еще не скажу, что как рыба плаваю, еще не плаваю, еще тону. Достаточно много навыков требует для работы. Инфоурок. Вот сегодня об инфоуроке я буду рассказывать. Дальше там по слайдам. Ресурс мне очень понравился, мы его начали использовать, онлайн-школа ресурс, который появился, хотя до этого инфоуроки я использовала достаточно много. Для аттестации наверняка многие учителя там размещали свой материал, чем очень удобен, потому что как только вы размещаете материал, тут же присылают свидетельства, не надо никаких там дополнительных, и разместить материал тоже достаточно легко. К вопросу вот о сайтах, да, там с уроками, пожалуйста, инфоурок. Там можно и свой урок создать, и чужой взять. Там с этим никаких проблем. И размещать материал очень легко. И в онлайн-школе вы использовать можете и чужие, и свои разработки. Очень, ну, очень удобный ресурс. И тоже очень техподдержка. И по телефону отвечают, и по этому у нас был момент, ну, я об этом... Был момент, когда я вела урок онлайн, и произошел сбой со светом, моргнул свет, и мы отключились. А когда заново стали подключаться дети, по телефону мне звонят, говорят: Анна Вадимовна, у нас не появляется ссылка. И я написала в инфоуроке в сообщении, что помогите большими буквами, у меня урок, дети не могут подключиться. И буквально в течение 7 минут подключили, то есть сделали что-то, и ссылка заработала. И написали мне в сообщении: мы вам помогли. Вот
настолько быстро реагирует на ваши просьбы. Но тоже есть минусы. Темы не всегда соответствуют используемым этим там. И для контроля знаний ресурс не подходит. Там, опять же, тесты все можно найти в интернете с ответами. Они очень простые. И дети очень быстро друг другу эти ответы сообщают. Для контроля не получилось у меня его использовать. Не понравилось. Ну, когда мы говорим о дистанционном обучении, сегодня уже сказали, еще раз хочу повториться, конечно, очень важна учебно-методическая поддержка, и я должна сказать большое спасибо КРИРО, я не знаю, как другим, но мне вот, когда момент дистанционного обучения, во-первых, Вячеслав Алексеевич, мы с ним дружим, никогда не отказывает, всегда помогает, если какие-то проблемы. Во-вторых, конечно, очень много информации находишь на нашем сайте КРИРО, я там зарегистрирована давно, и если возникают у меня проблемы, первым делом я вот обращаюсь туда. Я не хожу ни в какие другие там регионы, мало ли что там напишут. Я стараюсь это, даже когда там какой-то нас заставляли пройти курс, я позвонила Вячеславу Алексеевичу, говорю: Вячеслав Алексеевич, почему мы должны где-то там в каком-то там городе проходить? Может, вы все-таки вы организуете, мы у вас пройдем? Не помню уже даже по какой там теме было. Вот. Коллекция Образовариум мне очень нравится, но я думаю, что летом будет побольше свободного времени, и я обязательно попробую какие-то там эти, потому что появилась моя любимая информатика, и я обязательно попробую. Сейчас советую его использовать англичанам, иностранцам, там для иностранцев просто замечательно. Вот. Ну и, конечно, я в своей работе лично использую сайты авторов учебника Босовой и Полякова, поскольку я по этим учебникам работаю. Замечательные тоже ресурсы. Спасибо и Константину Юрьевичу, потому что его сайт по подготовке к ЕГЭ лучше пока я ничего не нашла. На сегодня в ФИПИ там все задания старые, все устарело, и только Константин Юрьевич, так сказать, шагает ногу со временем. У нас теперь в этом году компьютерный экзамен, и если бы не его сайт, то вообще не знаешь, как готовил бы детей. А так вот это. Ну и издательство «Просвещение» в этом году, вы знаете, пошло навстречу. Вообще очень много всяких разных ресурсов. Почему я сделала такую презентацию, обзор? Потому что я в силу своей специфики работы заместитель директора вот именно по ИКТ, да, эти ресурсы все рассматриваю, а у учителей, конечно, нет времени все это так скрупулезно изучать. Поэтому вот я решила, так сказать, помочь, немножко облегчить участь учителя. Ну и немножко о наших учителях, передовиках, так сказать, производства, использования учителями этих наших платформ. Я говорила, вот УЧИРУ и Я-класс, это Бабич Юлия Анатольевна. В УЧИРУ она уже 3-й год, класс у нее уже теперь 9-й. Она использует, причем она работает с 3 классами, просто с одним классом она, там можно в конкурсе участвовать только с одним классом, вот с одним классом она участвует в конкурсе «Цифровая школа», но ведет 3 класса. У нее уже своя методика, она давала открытый урок, замечательно, я была на уроке, очень интересно, и детям интересно. И сегодня буквально у меня был ее класс, я спрашиваю детей: дети, а вам-то в УЧИРУ нравится, вы уже 3-й год? Они говорят: да, там самый прикольный урок на неделе по математике. Вот так они отзываются, дети. Жаркова Ольга Васильевна тоже, она у нас большая молодец, она использует различного вида ресурсы. И вот она первая в школе у нас, она опробовала видеоуроки нет, тетради эти электронные. Вот. И когда наступил такой наш период, мы все у нее советовались, в том числе и я, как, что, почему. И вот, хотя видеоуроки была зарегистрирована, но электронные тетради не использовала. И Ольга Васильевна вот мне показала, как она это делает. Вот вы видите таможенную статистику. Для контроля знаний видеоуроки нет замечательно. Там статистика, все ограничено, все это замечательный ресурс. Асачи Ольга Викторовна, это вот наш координатор начальных классов по Я-класс. Она
вы видите, что наша школа МАУ СОЖ-3 УИОП ГО Синска на втором месте в рейтинге школ Республики Коми по использованию Я-класс. Вот так. Ну и теперь давайте поговорим все-таки об онлайн-уроках, непосредственно онлайн. Мы попробовали очень много. Почему мне лично, как учителю информатики, было важно уроки онлайн? Дело в том, что в отличие от других предметов, где можно что-то почитать, все-таки дать задания какие-то детям, здесь по информатике мне нужно конкретно детям показать. Вот иногда, вы знаете, как говорят, да, проще 5 раз сделать, чем 1 раз объяснить. 5 раз показать, чем 1 раз объяснить. Например, программа Excel, Word. Одно дело вы написали, как делать колонки, и другое дело, когда вы показали, как эти колонки делаются. Одно дело вы написали, как... что в программе Excel называется активной ячейкой и во что должен превращаться указатель. А другое дело, когда вы показали, как он превращается. Поэтому вот мне, как учителю информатики, конечно, очень важно было именно наладить онлайн-общение с детьми. Ну и какие у нас есть для этого возможности. Есть программа Skype, WhatsApp, Viber, Zoom, вот ProfMe, мы сегодня с вами в ProfMe, Discord, infourok.ru. Мы серьезно с сентября месяца, вот поскольку вебинары проводились в ProfMe, мы очень серьезно рассматривали закупку. Я подходила к директору и говорила: Наталья Владимировна, может, мы закупим уже это ProfMe, там насколько это. Но пока мы рассуждали и думали, цены резко возросли. Вот когда дистанционный этот начался, и мы посмотрели, думаем, нет, нам это не по карману. И отказались от этой затеи, стали искать какие-то другие возможности. Ну, немножко о каждой. Ну, о скайпе не буду рассказывать, многие используют скайп. Чем скайп не очень мне нравится, мы пробовали и скайп, начинает зависать, висит то звук, то не видно видео, то звук, рабочий стол то демонстрируется, то нет, причем во время урока очень тяжело. WhatsApp, честно говорю, это пробовали у нас только учителя, я не пробовала, я всегда говорю, мне хватает Viber, слишком много, тоже тяжело эти. Пробовали Zoom, вот я работаю в 2 школах, в 3-й и во 2-й. Во 2-й школе там на платформе Zoom, пробовала я на Zoom, дети очень тяжело заходят, не на каждый компьютер он устанавливается, проблемы с установкой возникают, тоже пришлось отказаться. И вот остановились мы на платформах Discord и Infourok. Ну и чуть поподробнее. В прошлый раз я рассказывала про Discord, сейчас про Infourok. Вообще, как у нас все это было организовано вот в школе. Значит, расписание уроков, вот зелененьким мы выделили именно онлайн-уроки. То есть обучение везде было дистанционно, но, как мы помним, что дети не могут постоянно за компьютером находиться, поэтому какие-то уроки офлайн, то есть могут просмотреть попозже, там ссылки на YouTube учителя давали на видеоуроки, на эти электронные тетради и так далее. И вот зеленые уроки – это непосредственно, которые уроки проходили в онлайн-режиме. Дальше был произведен опрос, здесь остановлюсь пока. Мы провели опрос детей, но это я сделала в сентябре. Мы каждое 1 сентября, я сразу классный руководитель опрашиваю детей, оснащенных компьютером. Вот тут говорили, а если нет интернета и если нет компьютера, что мы сделали? Сразу 1 сентября мы опрашиваем. И как только вышли вот на этот режим, мы в кабинетах информатики у нас, в одном кабинете информатики у нас работают на моноблоках. И мы детям, которые были не обеспечены компьютером, мы под роспись, директор самолично выдавала им моноблок. Они использовали моноблок, который принадлежит школе. Ростелеком, обращалась лично я, как замдиректора в Ростелеком, поскольку Ростелеком в школу предоставлял бесплатный интернет. Я писала письмо, и Ростелеком приходил к ним и настраивал им интернет бесплатно на время дистанционного обучения. И все дети, без исключения у нас, были обеспечены и компьютером, и интернетом, именно в 3-й школе. Вот так.
Теперь программа Discord. Мы проводили уроки с Александром Сергеевичем, и до сих пор у нас есть, мы иногда уроки проводим в Discord. Вот сейчас у нас был класс 10А уходил, ну, в силу обстоятельств, там много детей заболело, вернее, были вынуждены, знаете, контактные, да, такое выражение сейчас у нас появилось. И мы проводили уроки, не отказались от Discord. Почему? Ну, потому что в инфоуроке, я там скажу про минусы, есть там минус, и вот в Дискорде демонстрация рабочего стола все-таки более удобна. Когда много надо демонстрировать рабочий стол, в инфорук это позволяет, но просто там переключение достаточно долго. Когда много надо показывать, оставили мы Дискорд. Тем более, что дети, старшеклассники, вот 10 класс был, они в Дискорде почти все работают. Почему программа Дискорд? Она для компьютерных игр была изначально создана. Пользователи наблюдают за чужой компьютерной игрой. И поэтому у всех детей есть. Сегодня, когда я во второй школе проводила уроки, я спросила: дети, какая вам все-таки платформа более удобная? Я сегодня выступаю на конференции, на семинаре, как мне это сказать? Они говорят: Анна Вадимовна, Дискорд. Я говорю: ну, про Дискорд мне не рассказывайте, я знаю, а кроме Дискорда. Они говорят: ну, кроме Дискорда еще инфоурок. Вот как бы они определили во второй школе. А в третьей школе я опрашивала детей. Те сказали, что им инфоурок больше нравится. Дело в том, что в Дискорде, что нам не понравилось конкретно, когда и то же самое в Зуме, когда вы ведете, там открытый канал. Ссылочку другу дал, и друг подсоединился. И были такие моменты, когда подсоединялись, так сказать, левые люди. И начинали... Что, я переборщила со временем? Анна Вадимовна, к сожалению. Ну, давайте, надо было 10 минут. Ну, давайте проголосуем. Может быть, мне дадут еще 10 минут? Не знаю. Коллеги, поставьте цифру 10. Плюсик, если вы дадите. Поставьте цифру 10, если мы еще даем 10 минут. Вот видите, мне дают 10 минут. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Мне Вячеслав Алексеевич давал 30. Я думала, что я в 20 минут уложусь. Вы меня уж простите, извините. Спасибо, коллеги. Ладно, еще 7 минут. Хорошо. Значит, перейду к инфоуроку. Вот инфоурок. Регистрация проста, так же, как сказал вот нам Сергей Алексеевич Смирнов. Всего 4 этих: фамилия, имя, отчество и ваш mail. Все. Ну, электронная почта, не обязательно mail. Дальше регистрируйтесь, вот ваша страничка. Если вы там уже зарегистрированы, то вы в личный кабинет заходите. Это вот моя страничка, это вот свидетельство о публикациях ваших там материалов. Значит, вот это сообщение, которое я вам сказала, что реагирует моментально, вот сообщение здесь. Я зачем еще хочу обратить внимание, мы очень долго искали выйти, поскольку вот мы с Александром Сергеевичем здесь в школе вели вдвоем, да, то один должен выйти из кабинета, а другой в кабинет зайти, ну, для своего класса. И мы очень долго искали вот эту кнопочку «Выйти». Она вот здесь вот внизу, там, где вот, смотрите, я красным обозначила, там внизу. Теперь дальше. Здесь это непосредственно уже онлайн-школа. Когда вы перешли в онлайн-школу, здесь у них есть видеоинструкции, вот на слайде справа вверху вы увидите. И все эти видеоинструкции можно посмотреть, там все объяснения есть, я не буду на них останавливаться. Начать онлайн-занятия, вот вы слева слайд красным я выделила, нажимаете «Начать онлайн-занятия», а у детей появляется в это время ссылка «Подключиться к активному занятию». Дети регистрируются там только один раз, то есть ссылку каждый раз, как в Zoom или в Skype, высылать не нужно. Они все там один раз зарегистрировались и потом просто заходят и нажимают «Подключиться к активному занятию». Причем класс переходит от одного. Вот, допустим, я зарегистрировала, потом я передала, учитель по русскому языку подключилась, Ольга Георгиевна, потом математика подключилась, потом география. То есть я их уже просто, этот класс, они просто забирали его, он уже был зарегистрирован.
Не надо снова было это. Ну и фамилии там вбивать не нужно. Там фамилии, вот слайдик средний который, там фамилии можно просто списком сразу скопировать. Причем копируйте с любой программы, хоть с Word, хоть с Excel, хоть прям с GSEO. Я прям с GSEO копировала, с журнала. Детям, это то, что вот рассылаете детям. Вот она в стандартном виде такая сделана, вот как слева. Я немножко ее редактировала, потому что вот эта вот картинка в этом я просто редактировала и каждому в GSEO прям в почте вот копировала и туда раз почтой, а картинку в GSEO, вы знаете, достаточно проблематично отсылать. Поэтому я вот копировала вот так и отсылала вот таким этим списком. А выходит, нажимаете скачать коды доступа ученика, и вот коды доступа. И вот первый раз ученик-то вводит там, где вот циферка 2, вот этот код. Первый раз он вводит. Обязательно должен ввести. Почему? Потому что вот должно появиться в списке, посмотрите, вот красным я выделила там, где сереньким цветом. Это значит, ученик вас еще не подтвердил. И он, как к символу занятию, подключиться не сможет. А вот зелененький подключается. Еще раз повторюсь, подключиться к занятию смогут только те, кого вы выбрали. Вот когда вы начинаете онлайн-занятия, вот нижний слайд, который серый затемнен, вот там выбрать учеников. Можете всех выбрать, красным выделено, а можете несколько только выбрать. И нажимаете там вот этот кабинет 321, я ввожу, и начать урок. И все, урок у вас начинается, и вы выходите вот на такой экранчик. Слева вверху вы видите, вот подключить к активному занятию, такая ссылка уходит у детей. А вот экран, это попросила я специально заскриншотить ребенка. Вот экранчик такой, все инструменты есть, можно текст, можно это, внизу вы видите, можно демонстрировать презентации, можно веб-камеры. Мы проводили последний звонок через инфоурок, все 25 человек у меня были на экране, все подключились с веб-камерами. Значит, сегодня буквально в 18:30 я провожу родительское собрание с родителями через инфоурок. Правда, заходить нужно родителям из-под профиля детей. Я написала уже вот службу поддержки, мне ответили, что мы над этой проблемой работаем. Я просила, чтобы сделали отдельно для родителей. Они сказали, что они работают над этой проблемой, может быть, появится. Вот это ресурс бесплатный. Ну и хочу сказать, что выводы тут уже были и делали, есть алгоритмы Криро. Я хочу сказать, что без слаженной работы всех, без исключения участников процесса нашего образовательного, то есть без создания вот этой цифровой среды, которую мы должны создать с вами, учителя, родители, ученики и администрация, невозможно хорошо, качественно, дистанционно обучать детей. Очень важно, учитель, важна роль очень классного руководителя, большая на них нагрузка, большое им спасибо за их работу весной, потому что это их работа была опросить, узнать, у кого что не работает, они узнавали, кто не подключился и так далее. Вот это, ну, на этом я прошу прощения, если задержала. Спасибо, Анна Вадимовна, спасибо за добрые слова в адрес института и лично мой адрес. Мы очень рады, что все-таки делаем работу и не напрасно. По ходу вашего выступления были комментарии различные по тем или иным ресурсам. Я рассказывала. Почитали, да. Ну и были такие, некоторые я прокомментирую. Ольга Сергеевна Ивлева спрашивала, не могу определиться с ресурсом, что мне делать? Ну вот здесь как бы это, конечно, дело учителя, зависит много, наверное, от класса. Я напишу сейчас здесь свой mail, обращайтесь, если что. Да, наверное. Ну вот таким учителям, которые еще не определились, наверное, можно посоветовать, что если уже есть какая-то группа учителей в школе, предположим, с УЧИРу работает, то, может быть, лучше подключиться к ним. Если работает группа, уже есть, которая работает с Е-классом, или как Воркута уже, например, на том ресурсе, который был указан, то лучше уже
наверное, лучше подключаться к группе учителей, которая уже Да. с какими-то ресурсами работает и какой-то есть опыт. А если самостоятельно посмотреть, то здесь надо смотреть, подходит ли ваш УМК. Первоклассникам лучше образовариум и Я-класс. Ну, с образованием как бы особо настраиваться не надо, там поскольку платный, да? он был у нас по льготному. Будет ли закупать его Республика Коми, пока трудно сказать, да. Возможно, что они войдут в тот плейлист, который готовит Российская Федерация, они же все обещают, что будет какой-то сайт. Возможно, образованием войдет туда. Поэтому, ну, как вариант, если он у нас будет, и если будет работать бесплатно для школ, то, наверное, тоже неплохой ресурс, его можно тоже использовать. Поэтому до свидания. Совет тем учителям, которые еще не определились, это вот посмотреть, что у вас в школе. Если у вас в школе уже есть какая-то группа учителей, то лучше подключаться уже и использовать их опыт. Если нет, попробовать разобраться самим, посмотреть на разных ресурсах, подходит ли ваш УМК под ваши, так сказать, потребности и потребности ваших детей, и уже определяться. Спасибо еще раз, Анна Вадимовна. Интересное было очень выступление. Я думаю, учителя возьмут себе тоже эти ресурсы на вооружение. Ну, мы возвращаемся тогда в ИНТУ. Селезнева Ольга Михайловна, я надеюсь, у нас с микрофоном там и со связью все наладилось. Ольга Михайловна, вам слово. Да. Вячеслав Алексеевич, добрый день еще раз. Отлично. Ольга Михайловна, и вообще вот кто у нас частые участники наших мероприятий, рекомендую вам на сайте Proof.me вставить аватарочку, чтобы было, вот сейчас была бы ваша фотография, если вы работаете без видео. Поэтому на будущее, вот у Анны Вадимовны сейчас в чате видна фотография. А что, видео не пошло? Я себя вижу. Нет, а у нас сейчас вы без просто как неизвестный такой логотипчик. Ага. То есть меня видно не будет, да? Без видео работаю, только презентация. Нет, вы можете видео включить. Сейчас я так понял, что вы микрофон включили. Включаете видео. Идет видео? Что-то вроде бы замечаний нет, что... Так, все, можно начинать, да? Так, не включается видео что-то. Ольга Михайловна, ну давайте тогда с Ага, вот все, появилось видео. Хорошо, поняла вас, просто как бы все у нас нормально. таких вроде как проблем прежде на мероприятиях не возникало. Да, а на будущее в Proof.me все-таки аватарочку вставьте, чтобы когда мы не используем видео, а используем только микрофон, тогда будет ваша фотография. Я, учитывая, что у нас времени до окончания вебинара осталось не так много, семинара, вернее. Ну, вроде бы вот сейчас плюсики у нас идут, что всех видно, слышно. Еще раз приветствую всех коллег, участников нашего сегодняшнего. Да. Ну, потому что еще 3 выступления у всех. Да, Ольга Михайловна, в принципе, мы во времени не ограничены, поэтому единственное, что может действительно людям тяжело, уже в 2 часа будет слушать, да. А у нас еще там есть несколько выступлений. Да, если можно, спасибо. Отключил Ольгу Михайловну случайно вместо себя. Ольга Михайловна, я вас отключил. Ага, спасибо. Подключаюсь, видно? Да, все нормально. Нормально, случайно вас нажал. Да, ну, во-первых, я хотела бы поблагодарить и сказать большое спасибо коллегам из Воркуты, Усинска за представленный опыт. Учителя нашей гимназии, в общем-то, тоже достаточно широко пользуются возможностями тех платформ и ресурсов, которые были сегодня представлены нашими коллегами из Усинска и Воркуты. И вот мое сегодняшнее выступление, оно немножечко другому посвящено, то есть концепция выступления немножко будет в другом заключаться. Я обобщу опыт работы нашей гимназии. Вот что-то у меня тут, простите,
не туда нажала. Ага. Обобщу опыт работы нашей образовательной организации в вопросе, как мы вообще с дистанционным обучением работали, то есть как мы его организовывали, как мы его осуществляли с применением дистанционных образовательных технологий, с какими трудностями мы столкнулись, как мы их преодолевали и какой получили результат. Причем здесь будет затронута в моем выступлении не только урочная деятельность, я еще попытаюсь рассказать и показать тот опыт, который мы реализовали и который был накоплен именно с точки зрения реализации внеурочной деятельности, психологической поддержки, что немаловажно для всех участников образовательных отношений. Ну и начну я свое выступление с некоторых очевидных проблем, с которыми столкнулся коллектив гимназии на этом пути. Я не ошибусь, если скажу, что эти трудности знакомы каждому из вас, потому что в марте 2020 года мы все с вами вышли из привычной зоны комфорта. Итак, первая трудность – это неготовность педагогического коллектива к деятельности в новых условиях. Большинство педагогических работников нашего города – это специалисты со стажем педагогической деятельности более 20 лет, опыт дистанционного обучения которых сводился к работе во время карантина или актированных дней. Это, как правило, ограничивалось своевременной выдачей домашних заданий средствами государственной информационной системы электронное образование и проверка этих заданий. И никаких иных потрясений в период работы в карантин или в актировку мы с вами не испытывали до марта 2020 года. Когда грянуло 16 марта, выяснилось, да, что многие из нас, осознавая всю серьезность ситуации, просто оказались не готовы к новым условиям педагогического труда. Выявились проблемы морального затруднения, недостаточного уровня владения информационными и цифровыми технологиями. Однако, если мы обратимся к формулировкам профессионального стандарта «педагог», то увидим, что к трудовой функции педагога отнесено применение информационно-коммуникационных технологий для формирования цифровой образовательной среды в классе. Трудовыми действиями является применение ИКТ для создания цифровой образовательной среды, направленной на развитие мотивации учащихся и индивидуализации обучения. Именно эти критерии будут положены в основу оценки профессиональных компетенций педагогического работника при переходе на новую систему аттестации. То есть теперь учитель должен владеть навыками дистанционного обучения не в ситуативном формате, а в системе. Поэтому реальное положение дел в вопросе готовности педагогического коллектива организовать свою трудовую деятельность в новых условиях была воспринята как руководство к действию. И эту трудность мы начали преодолевать сообща уже с 16 марта. Примерно неделя понадобилась для того, чтобы подобрать необходимые формы организации дистанционного обучения, разработать методические рекомендации. Здесь огромное спасибо Коми-Республиканскому институту развития образования, которые также очень активно включились в сложившуюся ситуацию, быстро разработали методические рекомендации, о чем нам сегодня в начале семинара Марина Анатольевна напомнила. В рамках методической поддержки педагогических работников гимназии был проведен цикл обучающих мероприятий по организации дистанционного обучения на платформе Zoom. Изначально мы именно остановились на этой платформе, потому что были вопросы, связанные прежде всего с тем, что разнообразие различных возможностей, ресурсов, платформ – это, конечно, хорошо, но было очень мало времени, чтобы это все освоить быстро и эффективно, с одной стороны, а с другой стороны, не хотелось бы ставить в сложное положение родителей, да, особенно если в семье несколько детей, и, скажем так, один родитель работает на одной платформе и пользуется одними ресурсами, другой учитель использует другую платформу и ресурсы, и тогда вот эта путаница организационно может сказаться не лучшим образом и на подготовке детей, и на возможности родителей их контролировать. Поэтому мы для себя приняли решение, что мы сначала постигаем возможности одной платформы, а там уже как пойдет. 24 марта в конференц-зале гимназии состоялось расширенное заседание методического совета с приглашением представителей методических объединений. Рабочая группа подготовила и провела практический семинар по организации дистанционного обучения на платформе Zoom. В ходе семинара педагогические работники познакомились с особенностями и преимуществами данной платформы, посмотрели пробный урок в 11 классе. 25 марта специалисты гимназии по запросу администрации школы номер 8 НТ провели обучение
учителей этой образовательной организации основам работы на платформе Zoom. Вопрос перехода на дистанционное обучение был затронут в ходе информационно-методической сессии опорных школ, проводимых Коми Республиканским институтом развития и образования, где опорные школы поделились трудностями, с которыми столкнулись при переходе на дистант, представили первые наработки в этом направлении. Так возникла идея распространения опыта опорных школ по организации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 30 марта разработанный специалистами гимназии вебинар «Организация электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий посредством платформы Zoom» первым в серии вебинаров транслировался на уровне Республики Коми. Материал для проведения республиканского вебинара разрабатывали учителя гимназии. Именно в ходе этой работы они смогли поделиться первым опытом организации урочной и внеурочной деятельности при переходе на дистанционное обучение. Таким образом, первая и довольно серьезная для педагогического коллектива гимназии трудность была преодолена в течение 2 недель. В период весенних каникул, которые длились дольше обычного, учителя и воспитатели гимназии, а также классные руководители были в постоянном взаимодействии, организовывали дистанционные встречи с классами, проводили родительские собрания, уроки. Причем первые дистанционные уроки мы проводили именно на каникулах и, безусловно, с согласия родителей. И к 13 апреля, к началу возобновления занятий, после завершения затянувшихся каникул, мы хорошо понимали, какими инструментами будем пользоваться, организуя урочную и внеурочную деятельность в дистанционном формате. Я с уверенностью могу сказать, что с этой трудностью коллектив гимназии справился. Следующая трудность, которая возникла и преодолевалась параллельно с первой, это организация процесса дистанционного обучения. Мы сколь угодно долго можем рассуждать о плюсах и минусах дистанционного обучения, ругать его, находить достоинства, но одним из самых важных и сложных вопросов остается вопрос, как организовать дистанционное обучение так, чтобы максимально комфортно, ну, насколько это возможно, конечно, себя чувствовали все участники образовательных отношений. Я думаю, все согласятся с тезисом, что переход на дистанционное обучение – это сложный организационный вопрос, который требует решения целого ряда задач. Ну, например, таких как будет выглядеть расписание, как эффективнее спланировать рабочий день, учебную неделю, как объективно и качественно проверять домашние задания, как обеспечить взаимодействие и обратную связь с родителями, в том числе и по вопросам контроля за деятельностью учащихся, как среди большого количества онлайн-ресурсов найти соответствие предлагаемого материала программе учебных предметов. Большой проблемой для нашего коллектива также стала проблема, точнее задача, да, которую предстояло решить, как организовывать уроки музыки и физической культуры, от которых нельзя было отказываться, а также как организовать психологическую помощь и внеурочную деятельность. Таким образом, подготовка педагогического коллектива к переходу на дистанционное обучение сопровождалась поиском эффективных ответов на эти организационные вопросы. Мы приняли решение сохранить рамки привычного и учащимся, и родителям расписания уроков, следуя при этом тем санитарным требованиям, которые необходимо было соблюдать при переходе на дистант. На учителей, безусловно, легла дополнительная нагрузка, поскольку необходимо было планировать рабочее время на неделю вперед, так как все эти нюансы закладывались в расписание еженедельно, включая перечень домашних заданий, ссылки на материалы онлайн-ресурсов и так далее. Вот перед вами скриншот шаблона расписания уроков в режиме дистанционного обучения. Само расписание располагается на официальном сайте гимназии номер 2. И здесь, если вы посмотрите по датам, то здесь уже расписание, которое мы использовали в текущем учебном году, когда по санитарным нормам 11, а вслед за ними 10 классы были переведены на дистанционное обучение. То есть, соответственно, уже было понятно и детям, и родителям, где брать необходимую информацию, потому что довольно активно с сайтом они работали, начиная с апреля 2020 года. Параллельно составлялось расписание деятельности педагога-психолога, внеурочных занятий. Учителя разрабатывали расписание на следующую неделю по предложенной форме и рабочие листы уроков, которые служили учащимся инструкцией к освоению той или иной темы. Эта практика, она применяется сейчас широко для детей, которые по разным причинам отсутствуют во время учебной деятельности, то есть они всегда могут
благодаря этим рабочим листам уроков знать, какую тему проходили, каким ресурсом можно воспользоваться, чтобы посмотреть дополнительные материалы и выполнить домашнюю работу. Задачу отбора онлайн-ресурсов, инструментов контроля, материалы которых устраивали бы учителя, педагогические работники решали сами. На первый план вышло самообразование в области овладения информационными и дистанционными технологиями. Детально и эффективно разобраться в этих вопросах помогли серии вебинаров и семинаров, которые были организованы на региональном уровне Коми Республиканским институтом развития образования. Также широко мы опыт перенимали корпорации «Российский учебник», фонда «Педагогический университет», 1 сентября. На следующем слайде вы видите лишь небольшую часть тематических вебинаров и семинаров, которые освоили педагогические работники гимназии, чтобы оптимально организовать дистанционное обучение. Но опять же я повторюсь, что при всем том многообразии все-таки мы решили в определенной степени сузить эту, так сказать, географию для того, чтобы не создавать определенные проблемные вопросы для родителей, которые, безусловно, по их же собственному выражению порой путались, да, где ребенку нужно брать задания по тому или иному предмету, то ли я на Я-классе, то ли я на Учи.ру, то ли на Яндекс.Учебнике. Поэтому мы вот к этому тоже подошли с определенной степенью внимательности. Важным вопросом при переходе на дистанционное обучение стало здоровье-сбережение учащихся и педагогических работников. По инициативе учителей начальных классов, учителей физической культуры, учащиеся свое утро начинали с зарядки гимнастики. Учащиеся младших классов вместе с родителями активно включились в эту деятельность. Они создавали видеоролики гимнастических занятий, выкладывали их в группу класса или гимназии, а также в своей группе в социальных сетях. Я сейчас покажу вам небольшой видеоролик, надеюсь, что он пойдет. На всі 100 То есть это вот видеоролик, который был создан вместе с родителями и учителями, учащимися 3-х классов. И, собственно говоря, все хорошо благодаря этому понимали, что и уроки физкультуры, и физразминка, и вообще здоровье сбережения является тоже неотъемлемой частью образовательной деятельности в условиях дистанта. Свой рабочий день учителя гимназии, а также все желающие, потому что впоследствии к этой инициативе присоединились и работники столовой, и технический персонал, и мамы учащихся, они начинали с фитнес-зарядки, которую организовала по собственной инициативе и проводила преподаватель хореографии нашей гимназии. А вместе с родителями выпускников Евгения Сергеевна параллельно разучивала вальс к последнему звонку, который тоже, в общем-то, никто не отменял. Тоже небольшой фрагмент предлагаю вашему вниманию. Дальше вальс, пара. Вперед-назад. И раз, два, три назад. Два, три вперед, два, три назад. Два, три квадрат через правой ножки. И шаг, шаг, переступить назад, левая нога. Еще одна трудность, с которой мы столкнулись, это организация психологической поддержки в условиях дистанционного обучения. Проблема психологической готовности к переходу на дистанционное обучение тоже оказалась актуальной и для учащихся, и для родителей.
Для многих детей огромную роль играет личное общение, ведь только таким образом можно почувствовать эмоцию другого человека, а на дистанционном обучении это сделать совсем непросто. И уже в первые дни каникул, когда обучение в дистанционном формате еще не началось, педагогом-психологом нашей гимназии была организована психологическая гостиная, где все участники образовательных отношений имели возможность получить всю необходимую помощь и поддержку. Эта страничка ВКонтакте, она популярностью пользуется и сегодня. У нее достаточно большой круг подписчиков на сегодняшний день. Совместно с учащимися из группы медиации Наталья Николаевна Швецова, наш психолог, организовывала и проводила такие мероприятия, как пластилиновая психология, учимся управлять временем, радуга настроения. Раздел педагога-психолога на официальном сайте наполнялся и наполняется актуальной информацией по оказанию психолого-педагогической помощи и профориентации учащихся. Следующая трудность – это организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, потому что это тоже неотъемлемая часть образовательной деятельности, и на нее необходимо было обратить особое внимание. Одной из серьезных задач, организационных задач прежде всего, которую предстояло решить в связи с переходом на дистанционное обучение, стало сохранение в полном объеме платных услуг, предоставляемых учащимся в рамках кружковых и секционных занятий, а также сохранение эффективности внеурочной деятельности. Вместе с переводом в дистанционный формат уроков учителя гимназии стали активно проводить в дистанции кружки, секции, различные мероприятия в рамках основных направлений внеурочной деятельности. В дистанционный режим были переведены предметные кружки, а также спортивные секции, вокал, хор, хореография. Я сейчас тоже вам покажу небольшой фрагмент кружка в 3 классе по французскому языку, причем у учителя французского языка Богдановой Оксаны Николаевны, у самой сын был в прошлом году второклассник, и вот здесь как раз-таки на видео вводной части кружка это очень хорошо видно, ну, по крайней мере, слышно точно. Добрый день всем, кто подключается. Ребята, подключайтесь, пока потихонечку. Я сейчас пойду тоже, у меня у сына конференция, сейчас помогу ему зайти и подсоединюсь к вам. Итак, мы приступим. Как вам уже пообещала, мы сегодня с вами немножечко поиграем. Мы хотим посмотреть, как вообще у нас пойдет такой вид деятельности. Aimez-vous jouer? Aimez-vous jouer? Très bien. Vous aimez jouer? À quoi jouez-vous maintenant? À quoi jouez-vous maintenant? Но я сегодня предлагаю вам игру, которая называется «Переполох на ферме». «Переполох на ферме». Да, и у нас случилось такое происшествие, у нас пропали животные. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Ну, тоже коротенький фрагмент, но, тем не менее, я полагаю, он показательным в своем роде. Прошлый учебный год мы завершили параллельно с подготовкой к празднованию 75-летия Великой Победы. Нам повезло, гимназисты успели подготовить и провести уроки мужества и памяти, а 14 марта выступили на сцене Дома культуры с тематическим отчетным концертом «Мы память бережно храним». А на следующий день, 15 марта, был подписан указ о введении повышенной готовности. Но та патриотическая эстафета, тон, который был задан на отчетном концерте, была продолжена. Один из номеров концерта был посвящен участникам Великой Отечественной войны, родным и близким учащихся и работников гимназии. С портретами этих героев мы хотели принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», назначенной на 9 мая, но обстоятельства не позволили это сделать, поэтому мы включились в акцию «Бессмертный полк дома». В разделе «Год памяти и славы» официального сайта гимназии портреты наших героев нашли свое достойное место. И в преддверии 9 мая количество посетителей сайта гимназии номер 2 достигло своего пикового значения. Очень активно и дети, и учителя, и работники в гимназии включились в эту работу. Вот тоже хочу показать фрагмент. Оставил свои страницы календарь нам погибший
радость разменяется печалью. Люди спрашивают, сердца и снова бьются. Наши братья деньги, это день, чего не жаль, поднимают на тебя повезло. Сердце радость, снова слышим стук собак. Нам смущается слезы средний волны. На улицах страны вновь оживает. Ну и параллельно с этой акцией учащиеся еще и включились в другие акции «Бессмертный полк дома», «Вспомним солдата в кругу семьи», «Рисуем победу», «Георгиевская ленточка лучше дома». Кроме этого, гимназисты активно включились в подготовку к различным мероприятиям, которые проводились в дистанционном формате. Выпускники, примите поздравления. Последний звонок в 9 и 11 классах, так же, как и везде, проходил в дистанционном формате. День учителя уже в этом учебном году учащиеся для своих педагогов готовили также с применением дистанционных технологий. Мы стараемся не отменять образовательные события, реализация которых лежит в основе проекта «Опорная школа», только теперь мы переводим их в дистанционный формат и работаем над тем, чтобы эти мероприятия были не менее интересны и эффективны, чем раньше. В ноябре 2020 года гимназия проводила традиционную муниципальную патриотическую игру «Призывник-2020», не отказавшись от нее, но переведя в онлайн-формат. Это была онлайн-викторина с элементами квеста. Таким образом, возникшие трудности, связанные с решением организационных вопросов при переходе на дистанционное обучение, в целом были преодолены. Хотелось бы отметить, что сложным для нас, как и, я думаю, для всех, оставался вопрос мотивации учащихся и организации контроля их деятельности. На самом деле, анализируя итоги прошлого учебного года, хочется сказать, что для тех детей, которые действительно были высоко замотивированы, для них это была уникальная возможность погрузиться в подготовку к сдаче единого государственного экзамена. Ну и вот хочу показать вам качественные показатели. Это результаты единого государственного экзамена по МБОУ «Гимназия номер 2». Наша образовательная организация в сравнении, в разрезе среднего балла по предметам за 2019 и 2020 год показала более высокие и стабильные результаты, которые мы имели в прошлом и даже в позапрошлом году, включая превышающие результаты средние по муниципалитету. Дистанционные формы прочно вошли в нашу повседневную педагогическую и методическую практику. В дистанционном формате мы проводим не только уроки, организуем внеурочные мероприятия, транслируем собственный опыт. В конце октября гимназия в рамках расширенного муниципального семинара опорной школы представляла опыт разработки авторских программ. Причем хочу сказать о том, что специалисты гимназии разработали эти программы, которые Республиканским экспертным советом получили статус авторских именно в период дистанционного обучения. То есть времени нам хватило и на это. Я проводила достаточно такой объемный, серьезный муниципальный семинар для коллег города, как разработать авторскую программу. Анонс этого мероприятия также был размещен на сайте Коми Республиканского института развития образования. Сегодня педагогические работники имеют достаточно большой методический багаж, накопленный во время дистанционного обучения для обобщения опыта организации урочной деятельности и дополнительного образования. Готовясь к выступлению на традиционном педагогическом совещании, которое проходило еще в августе, накануне нового учебного года, я прочла статью «Августовский педсовет. Тезисы Евгения Ямбурга». И в этой статье Евгений Александрович отметил следующее. Дистанционные формы образования теперь никуда не уйдут. Это бесценный опыт. Поэтому будет конвергенция, сочетание одного и другого, без фанатизма. Нынешнее время диктует важные условия. Нужно использовать и классические методы, и онлайн-технологии. Не или, а сочетать все это. У меня все, коллеги. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Михайловна. Очень интересное выступление. Я думаю, тоже многие возьмут школы на вооружение в плане организации этого процесса. Был вопрос, как вы используете дистанционное обучение на уроках технологии?
на уроках технологии с использованием РЭШ. В основном учителя технологии, учителя информатики у нас пользуются возможностями РЭШ, Российской электронной школы. Спасибо. Спасибо, Ольга Михайловна. Еще раз напомню, что в конце мероприятия я открою доступ к презентациям, и вы можете их скачать. И был вопрос, будет ли запись данного мероприятия. Как всегда, у нас записи все сохраняются. Единственное, что, скорее всего, это ProofMe. У них формируется запись на следующий день, поэтому завтра суббота, поэтому, скорее всего, в понедельник по этой же ссылке в видеозале можно будет, есть информация, будет в новостях, во-первых, информация по нашему семинару, и там будет тоже ссылка. А так в видеозале находите это мероприятие, и оно будет. Спасибо, Ольга Михайловна. Мы перемещаемся в Ухту. Ухта есть у нас на связи. 10-я школа Ухты. И выступает сейчас Озерова Екатерина Андреевна, учитель информатики, СОЖ номер 10 города Ухты. Использование Google класса при организации уроков информатики с применением дистанционных образовательных технологий. Так, Екатерина Андреевна. Так, что-то какие-то проблемы у нас со школой номер 10. Так, хорошо. Они отписались, что они тут. Нажимаем кнопочку «Видео», которая у вас в левом верхнем углу. Кнопочка «Видео» или микрофон. Можно использовать микрофон. Так, коллеги, еще был вопрос, значит, по-моему, Жеша, да? Здравствуйте, Вячеслав Алексеевич. Да, вас слышно, но что-то эхо идет. Эхо идет где-то что-то, или колонки у вас еще включены параллельно. Коллеги, был Вот вопрос, сейчас что... слышно? Да, сейчас получше, по-моему, да. Все, сейчас, Вячеслав Алексеевич, вы просто планировали на другом экране показывать это все. Придется сейчас немножко подождать. Мы сейчас переключимся. Секундочку. Хорошо, давайте ждем. Вы можете включить демонстрацию экрана, если вы не успели загрузить свои презентации. Да, мы и будем, в принципе, через демонстрацию экрана, потому что мы будем не презентацию показывать, а онлайн, то есть на всех платформах, в которых мы работали. Ну хорошо, это тогда вам надо нажать кнопочку «Рабочий стол». Да. Коллеги, в некоторых школах блокируют Ростелеком, Zoom и ProofMe. Вот вопрос там задавался нашими коллегами. Везде ли это так и почему у них это так? Может быть, им так же, как Анна Вадимовна, там позвонить, написать надо в Ростелеком, чтобы они открыли эти ресурсы? У кого есть какой опыт, можете поделиться в чате, либо если вы сейчас мне напишите в чате, я могу включить вас микрофон. Итак, первый наш опыт представляет наша коллега, учитель начальных классов Захарова Елена Николаевна со своей образовательной платформой. Хорошо, слушаем Захарову Елену Николаевну, учителя начальных классов, школы номер 10. По платформе Учи.ру. Как раз здесь были вопросы по платформе. Можно вот эту полосочку нажать кнопочку «Скрыть». Ага, вот здесь можно скрыть. Хорошо, я понимаю, что да, уже задержались. Добрый день всем, добрый вечер даже уже. Я тогда кратко скажу о плюсах и минусах этой платформы, с которой мы столкнулись и работаем, в принципе, давно. Работаю с этой платформой уже 7 лет. Ну а как дистанционную в учебной деятельности стала применять, естественно, с марта 2020 года. Какие же плюсы есть в нашей платформе, в этой платформе учи.ру? Во-первых, это все бесплатно для учителей, учеников и родителей начальных классов. Есть математика, русский язык, окружающий мир, английский язык, чтение, информатика. Очень интересные задания по олимпиадам, дополнительные задания по внеурочной деятельности. И, естественно,
весь учебный материал по программам, которые есть в любом классе, доступно есть. Также в классе на учи.ру можно создать кабинет администратора и отслеживать активность всех педагогов школы, наблюдая за их продвижением в течение всего учебного года. Учи.ру, вот главная страничка кабинета учителя моего в данном случае, да, очень информационно. То есть я вижу и могу отследить, и как ребята учатся, и где они принимают участие. Есть игровая составляющая в этой платформе, которая помогает детям и мотивирует их на развитие и на повышение самооценки. Также очень хорошо прослеживаются межпредметные связи. В кабинете класса я сразу могу увидеть кабинеты класса и портфолио детей, и портфолио учителя. Могу сразу видеть, где ребята принимали участие, какое они заняли место, как они освоили свою программу. Могу скачать их все документы на того, чтобы вручить потом им, или они сами в своем кабинете сохраняют все свои документы, все свои дипломы. Вот. Также можно пройти, как учителям нам, и курсы, послушать вебинары. Курсы бесплатные. Это вот свежайшие курсы, которые предоставляет учи.ру. Возможность проведения уроков, возможность создания, выставления домашних заданий, планирование урока осуществляется, конечно же, с использованием того материала, который есть на сайте. То есть я могу включать и в актуализацию, и в основную часть урока, и в рефлексию. Поэтому мне, например, очень удобно работать с этим сайтом. Конечно же, сейчас, когда мы учимся очно, ребята скучают в какой-то мере по этим заданиям, поэтому иногда домашние задания мы, проверочные работы, используем и сейчас. И тогда использовали, и сейчас. Очень хорошая была поддержка и возможность – это проведение или прослушивание уроков. Вот. Сама могла в виртуальном классе вести уроки, и уроки, которые проводили педагоги учи.ру. То есть если интернет как раз зависал, весной были проблемы с поддержкой интернета, то учителя записывали свои уроки, видеоуроки, и ребенок мог потом эту тему еще раз повторить, зайдя на этот урок или записавшись на него заранее онлайн-урок, определенный промежуток времени. Вот. Очень хорошо сейчас прослеживается внеурочная деятельность. То есть создатели сайта, они все время находятся с нами на связи, они поддерживают нас и знают, что вот во внеурочной деятельности, особенно когда ребята не имеют возможности общаться где-то, они могут использовать различные игры, причем это игры и марафоны проводятся со всем классом, идет соревнование между со всеми классами, а соревновательная часть, конечно же, для ребят очень интересна и полезна. Но они связаны с учебными предметами, поэтому это очень полезно и интересно ребятам. Вот уроки, про которые я говорила. Ну и то, что нам дает, конечно же, этот электронно-образовательный ресурс, это непрерывный учет результатов деятельности, что приводит к изменению поведения, улучшению успеваемости и адекватной самооценки ребенка, психологически комфортные условия и возможность в любой момент проанализировать свои достижения. Конечно же, у ребят и родителей возникают некоторые вопросы по использованию этой платформы, потому что, когда не было дистанционного обучения, можно было только до 16 часов дня использовать и выполнять определенное количество заданий. Но как только вот ввели такую необходимость, да, работать дистанционно нам, конечно же, создатели сайта ограничения все эти сняли, и тогда мы выполняли столько заданий, сколько ребята хотели, сколько было нужно им. И когда мы задавали, потому что если они не могли, допустим, в определенное время выходить, то и после 16 часов можно было все эти задания выполнять. Но дети растут, и вот как маленькое, может быть, замечание, может быть, тоже создатели сайта нас услышат потом и поймут, дети растут, взрослеют, и какой-то игровой компонент их начинает немножечко уже тормозить. Им хочется перейти к следующему заданию, но вот там, пока у нас герой, динозаврик, там не скажет свои какие-то слова, они дальше не могут перейти к следующему заданию. Это вот ребята мне просили, как говорится, передать. Вот. Очень хорошо, что произошли изменения в проверочных работах, которые есть на учи.ру. То есть если раньше была возможность создавать задания из того банка данных, только который есть в этом классе, то сейчас я могу создавать задания, используя банк данных абсолютно любых классов. А это актуально, потому что в школах есть разные программы. Не все работают, например, по школе России, кто-то работает по перспективе, по перспективной начальной школе.
Поэтому есть возможность из любой учебной программы, как говорится, брать задания и вставлять в себя, в свою работу. И появилась у них возможность выполнять работу над ошибками, если проверочную работу ребята сделали на 2 и на 3. То есть дается возможность подобные задания выполнить и улучшить свой результат. Ну, это вот если кратко, чтобы не задерживать плюсы и минусы вот этой платформы учи.ру. Спасибо. Теперь мы представим наш дальше опыт в виде лица Светланы Ивановны Крючковой. Она еще у нас расскажет и покажет про систему Я-класс, которую мы уже используем, в принципе, не с 2018 года, а намного раньше. С 2013 года у нас Светлана Ивановна, передовик производства, изучала эту платформу и показывала не один уже мастер-класс, что в ней видно и как хорошо в ней работать. Светлана Ивановна. Здравствуйте, дорогие коллеги. У нас мы, конечно, уже задержались уже, и поэтому работаем мы очень быстро. Да. Значит, наша школа, 10-я школа, достаточно большая, и когда мы столкнулись с дистанционным обучением и с проверкой присланных фото детей, возможность проверки увеличилась для учителя, да, нагрузка на учителя, и пришлось каким-то образом нам обучать наш коллектив, и уже большая часть коллектива, в принципе, у нас работает в Я-классе, которая позволила сократить количество проверяемых заданий в дистанционном режиме. И что хорошо, что наш сетевой город как раз и работает с Я-классом. То есть если мы пройдем по ссылке обучения, зайдем в учебные курсы, да, у нас есть здесь ссылочка на Я-класс. Да, то есть, пройдя регистрацию здесь, прямо в самом сетевом городе, мы выходим на свою личную страницу, где у нас практически все классы. Здесь я со страницы Екатерины Андреевны, нашего учителя информатики. Но, в принципе, все то же самое. Все классы, которые Екатерина Андреевна ведет, вот они здесь зарегистрированы, все учащиеся. И это как раз позволяет нам достаточно быстро проверять работу. Заходя в раздел «Проверочные работы», да, могу сказать, что проверочные работы для учителя, они платные, чтобы задать ученику, да, но детям по своей сути выполнять эти проверочные работы платить не нужно. Он может, в принципе, заплатить только в том случае, если ему хочется посмотреть, где он допустил ошибку, и посмотреть решение. Заходя в проверочные работы, здесь огромное количество проверочных работ, нажимая новую работу по любой теме, начиная, здесь так как у нас информатика представлена, да, выбирая, можно и выбрать другие предметы. Что мы делаем? Мы начинаем, прежде чем задавать отработку знаний, начинаем всегда с теории. Здесь всегда предоставлена информация по теории, которая не оценивается. Ребенок может прочитать всю информацию, теоретический материал свой по данной теме, прочитать все, вспомнить и потом перейти к выполнению домашнего задания, да, то есть к самостоятельной работе. Эти самостоятельные работы, они разные по уровню сложности. Выбирая задание, да, разные баллы получаем. Вот, например, да, вид информации, однобальное задание. Да, все по баллу. Да, мы можем здесь количество разбаловки поменять. Дальше можно создать свое задание, если этого нам недостаточно, ввести тестовое задание, ввести сюда, загрузить даже изображение, если это необходимо. Да? Числовое задание для задач. Тестовое задание, творческое задание, задание с ответом в виде файла. Но опять же, творческое задание, задание с ответом в виде файла, это опять же нагрузка на проверку учителя. То есть, в принципе, можно автоматическую проверку добавить.
если это необходимо учителю проверить что-то помимо того, что предлагает данная платформа. Задание задали, что очень нравится здесь, допустим, мы задаем конкретному ученику, я могу задать. Итак, и что здесь нравится, работа доступна для выполнения с сегодняшнего числа, например, да, если я ее задаю, и я здесь могу выполнить срок выполнения работы. Например, у меня урок один раз в неделю, да, то есть с 15 по какое-то число. Если у меня, например, урок стоит сегодня и в понедельник, я выбираю заданное число, ограниченное время выполнения, то есть я здесь поставила ограничение времени выполнения. Работа, если не сложная, значит, получается по времени ограничить время выполнения, да, с ограничением. Ограничить, например, там, ну, на 15 минут. Можно предоставить ребенку попытки выполнить. Либо он с одной попытки выполняет, либо, допустим, редактировать количество попыток, например, 2 с зачислением лучшей попытки. И просмотр результатов сразу после шагов решения. Он видит результат своей работы, то есть сколько заданий он выполнил, в каком ошибся, но не видит самих решений. Все, работа отправляется. В сетевом городе ребенку пишется, что задание выполнено. Оставляем комментарий, что задание выполнено с корректировкой времени, чтобы не расслаблялся. И, в принципе, ребенок, выполняя задание, выполнив задание, учитель это видит все в своем. То есть у нас получается здесь кабинет, да, свой, каждый ученик видит свою, и учитель видит свои задания, видит, сколько времени он потратил, сколько процентного содержания. И, в принципе, здесь на Я-классе, да, ошибки вот красненьким выделены. То есть здесь допущена ошибка. И работая в классе потом, после того, как проверилась эта работа, дома ребенок посмотрел, что не справилось, учитель может скорректировать свою работу так, чтобы обратить внимание на допущенные ошибки и отработать этот материал еще раз. Ну вот, в принципе, что хотела сказать я по Я-классу, в силу того, что у нас время сейчас достаточно ограничено. Мы предоставляем работу дальше учителю информатики, который работает для старших классов 10-11 уже на другой платформе. Спасибо за внимание. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. И последний свой опыт я представлю уже на Google классе, так называемый Classroom. Здесь, конечно, у нас нужно отдать должное, колоссальную работу провел наш системный администратор Кутькин Степан Николаевич. Он нас всех зарегистрировал, предоставил детям имейлы одинаковые, чтобы и учителю было. Наша задача была больше скорректировать именно и научить детей работать в этой платформе. Для детей отдельно мы даже дополнительно создавали вот такие вот памятки, как работать с Classroom G Suite, куда зайти, куда надо нажать, чтобы прикрепить. И опять же, да, как сказала Светлана Ивановна, я преимущественно работаю в старших классах, это 7, 8, 9, 10, 11 классы, и им уже было легче. Конечно, онлайн-контакт тоже никто не отменял, мы также и на платформе Zoom работали. В чем преимущественная особенность этой системы Classroom? Здесь довольно-таки быстро и удобно было и детям прикреплять домашние задания, и учителю в первую очередь проверять. Сейчас покажу непосредственно уже на самом Classroom. В чем? Каждому классу задавался так называемый класс, да, то есть заданиями, и мы прикрепляли в нем задания. Но самое интересное это было в том, что быстрая проверка. Кто
Кто сталкивался с этой проблемой, когда с утра ведешь онлайн-уроки, а вечером заходишь в сетевом городе и по 150-200 писем висело, а в этих письмах еще и не по одной, и даже не по две фотографии, да, прикрепленные ребятами работы, выполненные домашние задания, и к 9 вечера уже и у учителя, как говорится, глаза уставали, нервы на пределе, голова болела, и мы искали и нашли очень хорошую платформу в классруме. Очень быстрая проверка. Вот, допустим, у меня было уже даже в этом учебном году, в 2020-2021 году, мой класс, 9 класс выпускной, попал на карантин, да, поэтому коронавируса, и надо было выходить из положения, да, каждый день онлайн-уроки, а домашние задания, я им прикрепляла задания, создавала инструкцию, что сделать, как выполнить. И потом в конце вот здесь вордовский документик, в принципе, не только Word документ, Excel таблицу, любой другой, даже видеоурок, видеосылочку можно будет прикрепить к данной работе. Но дальше мы видим в том, что преимущественно, да, дети, если я перейду на определенного ученика, я вижу здесь ее документ, я могу быстро зайти, мне не надо ничего скачивать, да, это все онлайн на Google платформе происходит. И самое удобно, опять же, дети, не только дети, но и родители просили практически моментальной обратной связи. То есть ты проверил задание, еще напиши письмо, а где неправильно, а что неправильно. Здесь, допустим, ребенок допускает ошибку, выделяем область и сразу уже пишем «ошибка». Да? Ребенок эти комментарии беспроблемно видит. То есть он открывает свою работу, где он загружал, когда ему вернули ее, и видит уже комментарии к работе. Мы даже в ближайшую неделю, как только перешли на Classroom, мы ощутили все прелести этой системы именно по проверке. Конечно, организовать здесь при дистанционном обучении выполнение самостоятельных контрольных работ тоже возможность есть. Мы можем и по времени скорректировать задания. То есть если ребенок вовремя не сдал, да, у нас уже высвечивается пропущен срок сдачи. То есть здесь учителю может быть уже галочка. Ага, ребенок не справился за 40 минут, либо очень большой объем контрольной работы был, либо ребенку надо скорректировать и программу заданий немножко другие подобрать, более легкие. Почему он не успел в срок? Ну и очень удобно было в том плане, что ребенок также моментально видит и свою оценку, да, то есть учитель проверил, ему не надо будет дожидаться, что ему еще выставят в сетевом городе, но это своевременно тоже потом переносилось. Но самое большое преимущество, что не было вот этих вечных скачиваний. По работе с этими курсами очень быстро и легко создаются все эти задания. Допустим, если зайти в архив, да, прошлогодних, вот для каждого класса, для каждого отдельного ученика у нас были разработаны вот ряд заданий, и постепенно я выкладывала. Ребенок к нему тоже может вернуться. Да, ему вернулось письмо с фотографиями, с комментариями, с ошибками. Он может прочитать, посмотреть, сесть, исправить и повторно прислать письмо к этому заданию. Единственный еще может быть минус, что если ребенок сам не оповестил, что я исправил ошибку, не написал нигде письмо это, да, то учителю приходится каждый раз самому перепроверять, заходить на каждое задание. Так, а здесь никто ли мне по новой не прислал это письмо? Ну вот здесь мы видим, нет, по новой не присылалось. Это тоже выделяется все цветом, все подсвечивается. Да, детские комментарии здесь тоже отражаются. Именно по проверке вот это для нас была самая наиболее актуальная и самая быстрая система. В принципе, мы на сегодня все. Если есть вопросы, слушаем. Спасибо, Екатерина Андреевна, спасибо, коллеги, Елена Николаевна и Светлана Ивановна.
за ваше выступление. Ну, наверное, да, у нас тут время поджимает, немножко, может быть, вы поподробнее. Мы сжались как могли. Да. А Екатерина Андреевна, то же самое замечание на ProofMe аватарочку вставьте, потому что сейчас... Да, обязательно в следующий раз сделаем. Да, чтобы было в следующий раз у нас красиво все. Коллеги, сейчас я вам открою доступ к материалам. Так, режим. Вот такой я переключусь в этот режим. И здесь у вас есть, появилось 4-е окно, поставьте плюсик, если появилось. И здесь вы можете скачать. Екатерина Андреевна, если у вас есть возможность, то можно загрузить презентацию Елены Николаевны сюда. Если есть ваша, может быть, презентация, значит, кнопочка «Скачать». Ну, к сожалению, нельзя скачать сразу все материалы, там архивом или как-то. По отдельности можно их скачать. Екатерину Андреевну я попрошу нажать кнопку «Презентация», и там есть кнопочка «Загрузить материалы». То есть вы можете загрузить свои материалы, нажав кнопку «Загрузить презентацию». Коллеги, спасибо большое всем спикерам. Участники сегодняшнего семинара могут скачать, сейчас, когда закончится у нас мероприятие, могут скачать сертификат в видеозале, в вашем личном кабинете. Сейчас есть кнопочка «Сертификаты». И там вы можете скачать сертификат о сегодняшнем, чтобы вы были участниками сегодняшнего мероприятия. Ну, а тем, кто выступал, мы отдельно вышлем тоже документ, подтверждающий, что они сегодня были у нас спикерами и активно участвовали в проведении этого вебинара. Значит, я уже там писал в чате, в промежутках между выступлениями, что было предложение организовать семинар и по контролю знаний. Наверное, говорилось там о SkiSmart. Такая есть рабочая тетрадь SkiSmart, наверное, будет интересно. Я думаю, мы ее рассмотрим. Мы не затронули... Так, не скачиваются файлы, да? Подождите, когда закончится мероприятие. Возможно, по окончании будет сформирован уже сертификат. Хотя там, по-моему, я 17:34 окончания поставил, а уже 17:24. Поэтому вот после окончания семинара, но если не скачивается, моя почта в чате есть, вы тогда мне напишите, мы будем разбираться. В чем причина? Скачивание начнется, у нас в видеозале стоит срок окончания 17:34, поэтому после этого срока должен скачиваться. Я писал в чате там, что если будут предложения от вас, вот у кого есть опыт по тому же системе оценки знаний, вы мне напишите, чтобы мы могли сформировать повестку следующего нашего семинара вот по данной теме. И я уже сказал, SkiSmart не рассмотрели, интересный ресурс. Яндекс.Учебник тоже интересный ресурс, о котором можно еще разговаривать. И аналогично не только по контролю знаний можно организовать такой семинар, а в продолжении вот рассмотреть еще те платформы или более подробно уже с практическими какими-то выкладками, то есть, может быть, даже не семинар, а мастер-класс, более подробно вот опыт уже создания конкретных каких-то ресурсов в том или ином ресурсе, в том или ином, на той или иной платформе. Ближайшие наши планы, это у нас в ближайшее время состоится конференция совместно с платформой Учи.ру, где будет представлен опыт наших учителей по работе конкретно уже в Учи.ру. Конкретно это будет 28 января. Мы уже формируем программу, поэтому совместно с Учи.ру. Предполагается также вебинар, но он тоже в стадии подготовки. Вебинар по итогам 8-го республиканского конкурса педагогического мастерства по использованию электронных образовательных, цифровых образовательных ресурсов. Тоже такой вебинар у нас пройдет. Смотрите на анонсы, смотрите в видеозале. И еще одно мероприятие в начале февраля уже тоже мы с платформой Учи.ру обговорили. Оно у нас не состоялось в декабре, потому что там было мало народу, уже, видать, все начали праздновать Новый год, и мы его перенесли. Вот в начале февраля, 4-5 февраля, мы планируем еще
Это, это организация работы по подготовке к ОГЭ на платформе Учи.ру. Ну, вот такие ближайшие наши планы, а все дальнейшее будет зависеть от вас, от вашей активности. Я увидел сейчас на слайдах много активных учителей в школе номер 3 города Усинска. Хотелось бы, чтобы они выступили, наверное, и в школе номер 23, да и вообще в Воркуте, наверное. Большой опыт, наверное, и в Инте есть. Поэтому ждем вас с вашим опытом. Давайте двигайте ваших учителей, чтобы мы их видели, знали, ну и учились на их примере. Спасибо всем за внимание. Доступ к скачиванию материалов я открыл. Ухта загрузила свои материалы, тоже можно скачать. До следующих встреч. Всего доброго. Не болейте, будьте здоровы. Удачи.